случилось с Эмбена, Лариса Батуевна? Зум не хашаевшемба. Не вижу я. Нет, зум не хашаевшем, мы вас видим, прекрасно слышим. А я себя не вижу. Нет, это просто на этом ушло немножко, мы вас видим прекрасно. А, да, ну ладно. Там есть на верхнем углу, да, правом, вид докладчика. Вид докладчика, нажмите «Вид». Вид? Просто вид, да? В углу, в верхнем углу «Вид», нажмите, там выйдет вид докладчика, вид галереи. Вид докладчика – это будет тот, который в это время говорит, а вид галереи – это все, которые сидят в зуме. Что-то я не могу. Вид? Просто нажала, а ничего. Вид нажмите, там выйдет вид докладчика, вид галереи, войти в полноэкранный экран, там 3 будет. Нету. Вид докладчика – это вот когда я говорю, например, только мое лицо будет видно. Если вид галереи нажмете, то выйдут все те, которые сидят в зуме. Пока, наверное, YouTube не рано. И пока микрофоны можно отключить, наверное, всем. Сэмбэна. Сэмбэна Бакшина. Меня слышно? Слышно? Да. Хорошо. Ага. Сейчас я зашторю, а то солнце в глаза бьет. А я все-таки не могу это. Уважаемые участники, пока микрофоны выключим. Лариса Мжитовна, секундочку. А права автоматически будут передаваться? Автоматически. Демонстрации экрана всем будут переданы автоматически. Хорошо. Так, уже 2 часа. Что будем делать? Начинать или еще подождем? Лариса Батуевна. Давайте начинать. Начинать, да? Угу. Я не вижу, куда нажать кнопку, это вот демонстрация экрана. Лариса Батуевна, зум не байнугба? Зум. Ну-ка я сейчас вот нажму вот на это. Новая кнопка. Новая кнопка. Демонстрацию экрана делать не надо. Уважаемые коллеги, сейчас демонстрацию экрана делать не надо, потому что это выйдет здесь на этом. Когда вас объявит, когда ваш доклад, вы тогда демонстрацию. Закрывает, да, тогда? Сейчас не закрывайте ничего, просто звук выключите и все. Внизу выключить звук. Это получается ваш звук только выключится, а слушать будете всех и видеть. Левый нижний угол. Звук. Мышкой потрогайте, мышку потрогайте, звук включить, выключить выйдет. Все выключили. Лариса Батуевна, начинаем, да? Да, начинаем. Так, Дарим Будаевна входит. Амурсен Химкундата мане регион хорындың Сибирь ныгдымыл фольклор ба орын захиоле хизар гжнырте Саянжибич Балданове мане мыдежа ырдымтын орын захиол шынжылыкшы мане бакшы профессор хылыбышка ырдыме доктор Саянжибич Балданове найын табанжылы ойрылхын хорлемне мунодыр хылым болың амын захиолды зарёлыктың секцин хабадыкшыт. Даже банзарвен ирмжыта буряде игоролин бурят болың эвен хылбышыге тынкиме зуго тавугдынды амболың удре амырмынды хургие. Секционного заседания «Языки и фольклор народов Сибири» в рамках региональной практической конференции с международным участием «Сибирь. Единое фольклорно-литературное и полиэтническое пространство», посвященной юбилею нашего уважаемого профессора, ученого-литературоведа Саяна Жимбича Балданова. 18-19 человек присутствует на нашей секции. И буквально 2-3 слова о работе нашей конференции. Конференция у нас началась 10 числа, это было вчера. Состоялось пленарное заседание с 10 утра местного времени.
И после обеда в 2 часа прошла работа первой секции литературы народов Сибири, национальные традиции и современность. Значит, на пленарном заседании было заслужено 6 докладов, был продемонстрирован документальный фильм о Саяне Жимбиевиче Балданове. В докладах люди отмечали вклад Саяна Жимбиевича Балданова в бурятское литературоведение, в российское литературоведение, вспоминали о нем его ученики, коллеги, родственники. Во второй части дня в секции, посвященной литературе, было заявлен 31 доклад, прослушали 20 докладов, присутствовали в Зуме 47 человек, 4 часа мы просидели, доклады были все очень интересные, приняли участие из Якутии, Тувы, Калмыкии, из Монголии, города Улан-Батор, Чойбалсан, из Китая, Хухато, конечно же, из наших бурятских вузов, в первую очередь Бурятского государственного университета, Института монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, из районов. В общем, таким образом прошел первый день. Сегодня у нас параллельно идут 2 секции. Значит, вот секция языки и фольклор народов Сибири, и вторая секция, которая идет параллельно, тоже на платформе Zoom, литературное образование, проблемы и перспективы. И ведущие заявленных Лупсан Батанимаевич Бальжуров. Ну, наверное, начнем, да? Еще наши монгольские коллеги вошли в Zoom. Мане монгол ирдым монгол ирдым тедне сырынчи вот бакшо шокун рот бенегу гуйгу. Сырынчмат Бакшавайна. Сырынчмат бакшо. Зе мане ирхим кундат монголе мане хорулда рцчто битвас итебена. Итак, Лариса Батоевна, ведущий модератор, пожалуйста, вы можете начать. Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем нашу секцию «Язык и фольклор народов Сибири». По программе было заявлено 30 докладов. Многие участники представили доклады в стендовом формате, поэтому у нас значительно сократился список докладчиков, и примерно 16 человек будут выступать. Значит, время 10 минут. Первым мы хотим предоставить слово доктору филологических наук, доценту Института монголоведения, буддологии и тибетологии Бадмаевой Ларисе Батоевне. Пожалуйста, Лариса Батоевна. Амарцань, Эрхим Кундата Нухат. Добрый день, уважаемые участники конференции. Во-первых, я бы хотела поблагодарить участников, организаторов, участников этой замечательной конференции. В моей памяти Саян Жимбиевич остался очень доброжелательным, харизматичным человеком. Мне очень нравились его выступления на конференциях. Они отличались такой особой выразительностью, эмоциональностью, одухотворенностью и широким познанием своей области. Это было, слушать его было одно удовольствие. И я очень рада, что вот конференция посвятила памяти этого замечательного ученого. Сегодняшний доклад наш называется «Проблемы перевода бурятских летописных текстов на русский язык». Это, как правильно отметила
докладчики из Москвы. Сегодня читающая публика во всех наших республиках – это в основном русскоязычные. И вот одной из важных проблем изучения языка летописных памятников, и не только летописных, у бурят существует богатое письменное наследие на монгольском письме. Существует проблема перевода этих письменных памятников на русский язык и переложения на современный бурятский язык. Надо отметить, что по данной проблеме нет изысканий, кроме замечаний Цыбык Бабойча Цидиндамбаева о переводах Попа и Румянцева. Говоря о переводах летописных памятников, Цыбык Бабойч отметил, что переводчику удалось сделать лишь подстрочный, а не эквивалентный перевод этих текстов на русский язык. Между тем, автор не подкрепляет свои замечания конкретным анализом переводов, и поэтому его замечание, на наш взгляд, о качестве перевода Попа остается на уровне субъективного впечатления, навеянного конъюнктурными соображениями того времени и утвердившимся в нашей стране официальным отношением к личности и творчеству Николая Николаевича Попа. По мнению Цыбык Бабойча, переводчик должен отталкиваться от предложения как выразителя мысли и наименьшей единицы перевода. При таком подходе мы встречаемся с необходимыми добавлениями или, наоборот, пропусками отдельных слов, если это помогает переводчику правильно воспроизводить мысль подлинника. Между тем, по нашему мнению, переводчик в большинстве случаев должен исходить не столько даже из предложения, сколько из более широкого контекста, а именно сверхфразового единства и в нашем случае из сложного синтаксического комплекса ССК, представляющего тематическое, смысловое и грамматическое единство тесно связанных между собой нескольких предложений летописного текста. Обычно на практике переводчик переводит предложение за предложением, и если оно большое, разбивает его на ряд частей и работает над каждой частью отдельно. Крупнов находит, что такой подход опора на предложение является плодотворным, но обязательное условие – каждое предложение надо соотносить с более широким контекстом в сочетании микро- и макротекстов. Надо отметить, что нами совместно с профессором Вулфсундажичем Шагдаровым переведена летопись эллингинских бурят Дамбежелца Гламбацеренова и опубликована в этой книге «Язык и стиль летописи Дамбежелца Гламбацеренова. История зелингинских монголо-бурят». В переводе мы опирались на подходы к переводу, сформулированные профессором Вулфсундажичем Шагдаровым. Также по такому принципу переведена летопись Шырыгбухабитуева нами. И здесь к этой книге приложено переложение на современный бурятский язык, осуществленное Галиной Магловной Ачировой. И буквально, можно сказать, сегодня мы получили книгу, как называю это, говорить из печи, в соавторстве с Амгаланом Дашеевым, Галиной Магловной Ачировой. Мы издали книгу о цагацкой очерка о хоре бурятах, где опубликован наш перевод совместный с Амгаланом Жамсоевым. Это очерк анонимный, но мы, и, как полагает Цыбык Бабойч, его автором, предполагается с опорой на мнение земляков, что автором этого очерка является глава худайского рода хоринских бурят Жикжит Галсанов. Рассмотрим переводы Попы. Вот такой абзац. Кстати, я буду очень кратко из-за экономии времени. Публикация будет все подробно описана.
Из анализа перевода Поппе летописных текстов вытекает, что он в целом придерживается изложенного здесь подхода к пониманию контекста и с учетом его разновидностей добавляет незаданные оригиналом слова или употребляет заимствованные слова без пояснений. Например, вот в этом сложно-синтаксическом комплексе это единое, мы еще раз повторяюсь, это единое смысловое, тематическое, грамматическое единство, то есть одно сложное предложение. Как перевел его? В русском языке таких подобных конструкций нет, как монгольские сложно-синтаксические комплексы. Вот посмотрим, как перевел Николай Николаевич Поппе. Сам Николай Николаевич Поппе отмечал, что мы стремились дать максимально точный перевод. Перевод стилистически не отделан сознательно, так как нам не хотелось слишком отдаляться от подлинника. Единственное, что мы себе позволили, это передачу очень длинных предложений, это вот наши сложно-синтаксические комплексы подлинного текста, рядом более кратких. Это нам казалось целесообразным в целях большей удобочитаемости перевода. Это вот единство, одно сложное предложение Николай Николаевич перевел 3 предложениями, как вы видите. Дело в том, что в старомонгольских сложных синтаксических комплексах задействованные в них субъекты действия оформляются в именительном падеже и вместе с зависимыми словами в переводе могут трансформироваться в простые предложения. В приведенном выше сложно-синтаксическом комплексе об духовных и светских училищах имеется 6 таких субъектов, подлежащих. Это Дачонгот Дацаны, Бурхану Шашину Сурголинар, буддийское духовное училище, Монгол Росхылну Сурголинар, училище монгольского и русского языков, Джалагосбер, молодые люди, Джаремутану, некоторые из них, и Джану Абурю Джангану, нравы народа. Каждый субъект вместе со своей группой оформляется в виде простого предложения. Причем конечный инфинитный глагол такой группы трансформирован в личный глагол. Предикативная основа данных предложений предстает в таком виде. Дачонгот, Барикдаджо были выстроены дацаны. Бурхану, Шашину, Сурголинар, Негэгдэджо возникли духовные училища. Монгол Росхылну Сурголинар, Негэгдэджо открылись училища монгольского и русского языков. Джалагосбер, Орголагдың Сурульчаху. Туда отдавались молодые люди. Джаремут Ану, Дэгэдо Сурголинару, Гаджира Ябулчак-Сагар. Некоторые из них стали посещать высшее учебное заведение. И Джону Абуриджангану Саджирксагар Бенам. Народные нравы продолжают улучшаться. В личные глаголы или в сочетание глагола в личной форме с инфинитивом трансформированы соединительным деепричастия барик-даджу, негэг-даджу, сочетание слитного деепричастия с формой наху, орголагдың суруцаху, продолжительное деепричастие ябулчак-сагар, финитное сказуемое, выраженное сочетанием продолжительного деепричастия со вспомогательным глаголом саджирк-сагар беном, оформлено составным сказуемым, образованным глаголом в личной форме с ослабленным лексическим значением, играющим вспомогательную роль, и инфинитивом другого глагола, выражающим основное значение этой конструкции, саджирк-сагар беном продолжает улучшаться. Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что Николай Николаевич Поппе, безусловно, обладал обширными познаниями в области монголистики, к тому же он глубоко вник в тексты бурятских летописей. Будучи в экспедиции в Аге в 1930 году, он общался с учеными-ламами, возможно, он консультировался с ними по языку бурятских летописей. Поэтому мы считаем его переводы
являются наиболее полными, точными и адекватными. Таким образом, для достижения высокого качества перевода нам представляется, что необходимо творчески совмещать элементы частного решения проблем перевода на уровне слов и словосочетаний и целого текста, перевода всей мысли на уровне предложения, сверхфразового единства, сложного синтаксического комплекса, всего текста в целом. В процессе перевода языковые особенности и смысловое содержание текста постоянно вносят отдельные коррективы в работу переводчика, что позволяет ему добиваться еще большей точности и выразительности. Не менее важно умение вникнуть в смысловое содержание единицы перевода, сегменты предложения, синтагмы, правильно понять мысль автора и точно выразить ее на другом языке. У меня все. В заключение хотелось бы показать нашу монографию, которая вышла в этом году. Это называется «Атагатский очерк», изданный совместно с Амгалан Дашевичем Жамсоевым, Галиной Магомедчировой. Значит, в этой книге включено факсимиле. Оригинал этого Атагатского очерка — транслитерация на латинице, сделанная Амгалан Дашевичем, переложение на современный бурятский язык Галина Магомедчирова и перевод на русский язык, который мы сделали совместно с Амгаланом Дашевичем. Спасибо за внимание. Эта книга можно использовать как хрестоматию тех, кто изучает старомонгольскую письменность. Она содержит большие новые исторические данные по истории хори-бурят до революции. Оно написано, по нашим предположениям, 1920-е годы, то есть в начале 20 века. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Лариса Батуевна, за интересный доклад. Кому интересно, можете задать вопрос Ларисе Батуевне. Но мы хотели бы напомнить всем участникам, что вот, пользуясь Zoom, мы имеем возможность пользоваться чатами, да, и обмениваться сообщениями вот, в частном порядке. И можете написать, да, Ларисе Батуевне сообщение в частном порядке. Или задать вопрос. Поняла. Да, Лариса Батуевна Батмаева, она тесно сотрудничает с нашими кафедрами бурятского языка, методики преподавания и бурятской и венгийской филологии. Лариса Батуевна ежегодно является председателем ГАК по направлению педагогическое образование и филология. Мы уважаем вас, Лариса Батуевна, мы благодарим вас, очень признательны. Спасибо вам. Следующий доклад мы хотели бы предоставить доктору филологических наук, доценту Бурятского государственного университета, кафедры русского языка и общего языкознания Дариме Шагдуровне Харанутовой. Дарима Шагдуровна занятия, и поэтому... Извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, очень рада встретиться с вами в таких условиях. Я говорю, очень жаль, конечно, что мы не видимся. Все равно раньше нет, да встречались. Но теперь вот техника до чего дошла, мы можем вот так встретиться с вами. Очень рада. И всех нас поздравляю с такой большой конференцией. Это очень большое дело. И, конечно, Саид Жембич, наш память остался тут как большой ученый. Да? Вот мы, студенты филологического факультета, историки филологического факультета Бурятского пединститута, мы Саид Жембича все помним как декана, одного из самых любимых деканов, вот самого лучшего декана, да, вот считаем. Потому что Саид Жембич просто как человек, это был человек просто вот такой большой широты,
человек, вот, который знал каждого студента в лицо и знал все его проблемы. Ну, как-то вот это самый человечный человек, наверное. Саян Жембиевич, просто вот то, что его сейчас нет с нами, он все равно вот остался таким быстрым, шустрым, вот какой вот он был Саян Жембиевич, вот он всегда вот как бы в наших разговорах, он всегда присутствует. И поэтому Саян Жембиевичу прямо хочется всегда сказать низкий поклон за наши студенческие годы, за наше вот то прекрасное, то, что вот он нам мог дать. И не участвовать в этой конференции не могла, поэтому и многие вот наши выпускники, я уже работала в это время, ну, как бы заканчивала и начинала работать. Но я работала там у себя, и поэтому я знаю вот отношения всех наших студентов, вот выпускники. Очень прям большое и огромное спасибо организаторам этой конференции. И вот они бы тоже хотели бы вот участвовать, но они говорят, что в Ютубе сейчас идет, да. Вот. Поэтому и так спасибо большое организаторам. Мне бы хотелось, сегодня времени, говорят, очень мало, нужно очень сжато выступать. Тема моего доклада, сейчас, секунду. Это фразеологические слова, еще нет, да? Фразеологические слова бурятского языка как результат межуровневых отношений. Одним из способов пополнения лексики бурятского языка является фразеологическое образование новых слов. Нельзя утверждать, что данный процесс регулярен, но закономерен. И вот фразеологические единицы, являясь продуктом творчества, сами, в свою очередь, спешат дать жизнь новым словам, дериватам, не только словам, но и фразеологизмам. И они пополняют не только фразеологический фонд языка, но и лексический фонд. Образование новых единиц от фразеологизмов понимается как фразеологическая деривация, которая идет в двух направлениях. Ну, во-первых, основной процесс – это, конечно, процесс рождения фразеологической единицы от фразеологизмов. Он определяется как деривация в сфере фразеологии. Это вот в русистике Ермакова Елена Николаевна деривация в сфере фразеологии. Мы считаем, что этот термин, он, наверное, наиболее вот такой точный. Второй же процесс предполагает взаимодействие двух уровней – фразеологического и лексического, то есть производящим для слов является фразеологизмом. По поводу наименования процесса образования слова от фразеологизма, тут разные тоже вот мнения, как назвать, от фраземного словообразования, семантическое же и так далее. Мы принимаем вот от фразеологическое словообразование. То же самое касается, допустим, слов, вообще самих лексем, которые образуются от фразеологизма. Их тоже по-разному называют, но, на наш взгляд, все эти слова синонимичны. Если по поводу наименования процесса образования слов от фразеологизмов, мы считаем наиболее точен именно вот этот термин Литвинниковой. То насчет наименования лексем, образованных от фразеологизмов, то мы понимаем, конечно, раз фразеологическое словообразование, значит, слова, образованные от фразеологизмов, это от фразеологические слова. И вот что такое фразеологические слова? Это узуальная речевая лексическая единица, образованная на базе фразеологизмов. Но мы очень кратенько, да, вот на материале двух словарей, бурятско-русского словаря под редакцией Руслана Даржевича Шагдарова и Константина Михайловича Черемисова, бурятско-русский словарь в двух томах 2006-2008 года, и словарь-справочник Тагаровой Татьяны Баруевны. Мы основывались вот на нашем вот небольшом таком исследовании, основывались на этих двух словарях. Так вот, следует отметить, что несмотря на то, что нет, конечно, единой точки зрения ни по поводу наименования, нет ни единой точки зрения вообще на само языковое явление. Понятийный аппарат не устоялся, а вот
специфичность проявления вот этого фразеологического словообразования в разных языках, она разные, конечно, и поэтому специфику образования вот этих фразеологических слов не именно от фраземного словообразования, то есть фразеологизм, вот фразеологизм, а именно образование слов от фразеологизма у нас вот занимается Николаева или Самданова Алена Царендандоховна. И, в принципе, у нее уже собрана такая небольшая картотека, она связывается с Татьяной Вороевной. Вот, ну, вот в последнее время она, ну, так, небольшую такую у нее, будем так говорить, ну, небольшая пауза, и где-то, ну, есть там такие очень независящие от нее обстоятельства. Так вот, я бы в своем выступлении, ну, являюсь там, научным руководителем и так далее, как-то вот продолжаем, работаем. И вот здесь вот я бы хотела чуть-чуть отметить, наверное, вот эти фразеологические слова, рассмотреть чуть-чуть в таком лексикографическом аспекте. То есть, знаете, в бурятском языке существует массив слов, да, где словообразовательное соотношение и мотивированность фразеологических единиц как производящих, да, и образованных от фразеологических слов. Вот эта связь самоочевидна. Ну, вот посмотрите, прозрачные межязыковые вот эти деревационные связи четко вот демонстрируются вот на этих примерах. Да? Бые Хусыха, это вот из справочника Татьяны Боровиной Тагаровой, и вот Бые Хусыха, это уже составное прилагательное в бурятско-русском словаре. То же самое Хараханан, ну, вот черный помысла, Хараханаты, это вот, конечно, прилагательные. Так вот, далее, но фразеологическое словообразование вот в бурятском языке, конечно, не всегда сопровождается вот такой прозрачной выводимостью соотносительных отношений производящего и производного. Поэтому это все приводит, конечно, к неразличению фразеологизма и фразеологического слова. То есть одна и та же языковая единица, она присутствует и в толковом словаре как общеупотребительное слово, и во фразеологическом словаре как фразеологическая единица. Безусловно, конечно, это результат межуровневых амонимичных отношений, но, с другой стороны, мы же четко уже должны различать, да, где фразеологическая единица, а где у нас уже образованное слово. Конечно, есть такие моменты, когда фразеологизм, то есть он существует, он функционирует как фразеологизм в фразеологической системе, и тут же он образует уже новые слова, и они уже в лексической системе, допустим, функционируют. Но ведь есть такие уже образованные бурятские слова, которые уже не воспринимаются нами как фразеологизм, но они все еще есть в фразеологическом словаре. Вот, допустим, гартавиха. Гартавиха вот в словаре Татьяны Боровиной, в общем-то, конечно, раз в словаре справочники фразеологизм, он, естественно, определяется как фразеологизм. Но в бурятско-русском словаре он живет как составной глагол, и, в принципе, мы в своей речи уже употребляем гартавиха как именно глагол, то есть вписаться, ну, поставить подпись, да. Поэтому, смотрите, дептеха, промочить горло, амат дептеха, да, выпить немного спиртного и так далее. В бурятском русском языке вот этот фразеологизм, он, конечно, квалифицируется как фразеологизм в словаре Тагаровой, а вот уже в бурятско-русском словаре он квалифицируется как уже составной глагол амат дептеха. Ну, таких примеров много. Но вот таких явных примеров, как, допустим, гартавиха, да, подписаться где-то, да, или буймуте, или бейгете и так далее. Эти ведь уже слова воспринимаются у нас, вот эти единицы, они уже воспринимаются именно как слова. Далее, поэтому от чего же все же это зависит? Наверное,
в этих вот в этих фразеологизмах, этих производящих словах, то есть именно в словах, да, наблюдается, конечно, семантическая и формальная тождественность. То есть здесь проглядывается связь с использованием фразеологизма в речи. И вот особенности использования в речи, конечно, влияют на его статус в языке. То есть это не сегодня и не вчера, конечно, вдруг вот решили образовать от фразеологизма слово образовать. Нет, конечно, для этого требуется какой-то определенный период. И тем не менее следует отметить, что таких слов в качестве, которые образовались от фразеологизмов, конечно, в русском, в бритском языке есть достаточное количество. Но еще от чего это зависит, они, конечно, вот эти фразеологизмы, они имеют внешний синоним, то есть лексему в свободном употреблении. То есть фактически это человек с хорошим телом, то есть на самом деле у него есть вот этот синоним здоровый. А если же он, допустим, как фразеологизм, вот видите, буквальные слова, это я вот через словарь справочника, да, человек с плохим телом, то у него есть синоним больной человек. И в итоге, конечно, получается, в итоге, в результате происходит преобразование благодаря именно вот этим синонимичным словам, да, преобразование фразеологизмов в слово в таких случаях, конечно, не требует семантических и формальных изменений. Но с другой стороны, опять же, да, это вот мы продолжаем про фразеологическое словообразование. С другой стороны, в фразеологическом словообразовании наблюдается и другой механизм образования вот этих фразеологических слов. Когда слово образуется от фразеологической единицы путем отсечения у него одного или более компонентов. И вот этот оставшийся компонент, он наделяется, конечно, значением всего фразеологизма. Ну вот я привожу из словаря справочника Ахмановой вот цитату о том, что у них слов, которые входят в состав фразеологических единиц, возникают новые значения, то есть они фактически как бы способны уже отдельно воспроизводить то значение, которое было присуще всей фразеологической единице. И вот способностью к вычленению состава фразеологических единиц и употреблению в качестве самостоятельного нового слова обладают, конечно, не все компоненты фразеологизма, а только те, которые образуют семантический центр. Это может быть, например, глагольный, ну, может быть, глагол. Вот, допустим, глагольный компонент в фразеологизме артавиха, да, артавариха там и так далее, да. Вот, пожалуйста, тавиха, он все равно является семантическим таким компонентом. И вот семантическим центром вот в таких фразеологизмах, если является глагол, на основе его значения складывается, конечно, процессуальная семантика всей фразеологической единицы, и он в течение какого-то времени оформляется глагольными категориями и так далее, и мы с вами получаем вот в результате вновь образовавшийся глагол. То есть в результате вычленения глагол компонент обогащается значением всей фразеологической единицы, как, допустим, в примере с процессуальным фразеологизмом амаха халаха, да? То есть буквально это был фразеологизм, как рот разогреться, ну, буквально быть навеселе, захмелеть и так далее. Ну, а теперь вот, пожалуйста, глагол халаха, семантический центр, он имеет внешние синонимы: захмелеть, выпить и так далее. Ама халаха, халаха, ама халаха, и поэтому основным семантическим центром здесь является халаха. И вот глагол халаха, он имеет внешние синонимы: захмелеть, выпить, он вбирает в себя как бы семантику всей фразеологической единицы. И вот я понимаю, что время меня поджимает, поэтому я другой, вот, допустим, еще вот быстренько еще один какой-то пример. Так. Вот можно, например, вот хоган с пустыми руками, без ничего не имеющий, тоже здесь, да, способом импликации образуется прилагательный хоган. То есть
Хуахын арилха – это отправляться ни с чем, уходить с пустыми руками. Поэтому изначально вот вбирает в себя значение вот этой фразеологической единицы компонент хуахын. То есть изначально он имеет значение пустой, порожний. То есть вот этот пример уже доказывает, что не только обязательно это глагольный компонент должен быть семантическим центром, могут быть и именные части, и существительные. Вот у меня тут много примеров вот, со словом амын, допустим, амы задра, амурын, амы муты, амы хэте и так далее. Да? Вот, пожалуйста, тут вот именно амы. Амын, вот этот компонент, именной компонент, он дал возможность образоваться вот таким вот новым словам. Далее, ну и, конечно, языковой анализ фразеологических слов бурятского языка. Картотека сейчас на сегодняшний день насчитывает где-то около 250 фразеологических слов. Показывает, что все же процессуальные именно фразеологизмы служат производящей базой для новых слов гораздо чаще, нежели фразеологические единицы, там, допустим, существительных, прилагательных и так далее. Все же процессуальные фразеологизмы. Но опять же, очень кратенько хотелось бы, наверное, думаю, остановиться на вопросе формальной структуры производящего фразеологизма, потому что вот эта формальная структура играет немаловажную роль. Вот в других, вот мы смотрели работы и в русистике, мы смотрели работы в тувинском языке и так далее, да, и вот вы знаете, если в русистике там очень большое значение имеет именно вот сколько компонентный там фразеологизм и так далее, то в бурятском языке, вот именно особенность нашего бурятского языка, вы знаете, вот у нас есть и двухкомпонентные, и трехкомпонентные, и четырехкомпонентные, и пятикомпонентные. И вы знаете, при образовании слов имплицироваться могут, вот у пятикомпонентного может остаться только один компонент, а у трехкомпонентных два компонента. То есть не зависит от количества компонентов. И вот согласно вот этим небольшим вот этим нашим данным, словообразование из подвергшихся анализу 250 фразеологических единиц, 66%, конечно, большая часть, составляет слова, образованные на базе двухкомпонентных. Ну, то есть легче всегда имплицировать какой-то один компонент. От трех компонентов фразеологизм образован 29% слов, от трех и четырех компонентов единичные. И что вот интересно, да, словообразование на базе двухкомпонентных фразеологизм, вот они как раз и демонстрируют вот эту межуровневую амонимию, то есть которая встречается в наших словарях, и вот то, о чем уже вот как бы мы говорили, да, вот тоже вот опять гарталиха там, да, нренерлуха там, да, вот эти слова, они уже фактически, конечно, они и образованы от двухкомпонентных, и двухкомпонентными они и остались, да, то есть и формально, и семантически здесь вот выводилось, конечно, на лицо, но с другой стороны и на лицо вот это межуровневая амонимия. То есть в физиологической системе он функционировал именно так же формально и семантически, и уже перейдя, получив другой статус, да, перейдя в другой лингвистический уровень, тем не менее он тоже остается вот таким же. Так вот, хотелось бы еще что сказать. Лексемы, образованные от двухкомпонентных фразеологизмов, они, конечно, могут и имплицироваться. То есть об этом мы тоже говорили. Но с другой стороны, что оставляя вот эту свою двухкомпонентность, что имплицирует, да, они все равно очень легко образуют новые слова. И образуют новые слова официальным способом. То есть они могут сформировать очень легко вот такие словообразовательные цепочки. Допустим, ну вот, БИД надеяться на себя, допустим, БИД наденьги, там, самонадеянно, самоуверенный человек, БИД наденьги, там, самоуверенно, самонадеянно, БИД надолго – это самонадеянность. И еще они могут образовывать вот такие словообразовательные небольшие гнезда.
Но справедливости ради надо вот отметить, конечно, да, что по численности от фразеологических словообразовательных гнезда не отличаются объемностью. Они, ну, такой обширностью, да. Число дериватов в среднем колеблется возле цифры 3. Словообразовательные гнезда, вот, кстати, вот амахалаха, да, вот мы говорим халынги, халынгы, да. Тут же вот амахалаха тоже образует такое же вот параллельно существует еще словообразовательное гнездо с амахалаха, то есть не имплицированная единицы. Но, опять же, как мы уже говорили, среди 3, 4, 5 компонентов бурятских фразеологических единиц межуровневые, там амонимичные, как производящих, межуровневое амонимичное отношение не наблюдается. Ну, и поэтому число оставшихся компонентов у них, конечно, варьируется, но, опять же, еще раз повторяюсь, уменьшение числа компонентов не зависит от структуры фразеологической единицы. Допустим, трехкомпонентный допустим, гарта вариха сокращает только один компонент гарта, и поэтому бые вариха сдерживается. И такой же трехкомпонентный хормеда хахи хапшулха, ну, то есть быть ветреным легкомысленным, или становиться там легкомысленным и так далее, да, оставляет только один компонент хахи. Ну, по-нашему, по-середински, да, халчи. Халхите, от которого образуется группа дериватов. Халхирха там волочиться, повесничать о людях, разгуливать. Ой, халхирха это разгуливать, гулять, а халхирха это, ну, допустим, волочиться, повесничать, а халхирху это волокита, повеса. Ну, по-нашему, и вот думаем, вот этот ряд, конечно, необходимо пополнить прилагательным вот именно сертификатом, хахите, легкомысленное, о человеке. Оно широко употребительно в разговорной речи носителей бурятского языка. Но в бурятско-русском словаре вот это прилагательное хахите дается как производное от существительного хахе. Дальше. Ну, можно... Извините. Можно, конечно, очень много про фразеологические слова вот говорить, но и эта проблема, конечно, как бы такая вот она необъятная, интересная, но с другой стороны, вот она еще пока вот не описана в той мере вот в нашем бурятском языке, да и во всех других вот языках, вот, сколько мы смотрели, вот такого прямо уже четкого, так и должно быть, вот именно такие процессы происходят, и как это все определяется, все это под вопросом. Хотя на самом деле давным-давно, уже 50-е, 60-е годы об этом очень много говорили, очень много исследователей поднимали эти вопросы, да, ну а так, чтобы именно вот такой полный, комплексный анализ от фразеологического словообразования, ну вот еще пока все вот на стадии, видимо, решения сейчас вот, как бы ни с кем уже не оспаривается, что слова, да, образуются, что здесь межуровневое отношение присутствует. Ну, а так, чтобы описать полностью сам этот процесс образования, описать вот эти все слова. И самое главное, мы считаем, что в бурятском языке все равно надо найти свои наименования, потому что наши процессы, они все равно другие, они отличаются. Но то, что фразеологизм бурятского языка служит деривационной базой для образования производных слов и приобретает статус именно визуальных лексем, то есть общеупотребительных лексем, это, конечно, никем не оспаривается. Все впереди, работы очень много. Я всегда вот свои вот, Арине желаю, чтобы скорее она выздоровела и дальше продолжила. Вот у нее уже несколько статей есть, и вот она диссертацию свою вот должна, конечно, закончить. То есть требуется дальнейшее исследование деривационного механизма бурятского от фразеологического словотворчества. Спасибо большое. Благодарим Дариму Шагдуровну за интересный доклад. Хотели бы тоже от себя отметить, что Дарима Шагдуровна ведет курс современного русского языка студентам бурятского отделения, курс словообразования и морфологии.
Ирина Шагдуровна, не только студенты, но и преподаватели, мы постоянно к вам обращаемся за теоретической помощью, за методической, вот именно в частности в теории функциональной грамматики. И постоянно мы находим у вас отклик. Спасибо большое. Благодарю, спасибо. Всегда добрые слова найдете. Есть Спасибо, коллеги. вопросы? Вопросы есть, Ирина Шагдуровна? Вопросов нет, да? Извините, я тогда можно отключусь, у меня лекция сейчас начинается. Спасибо большое. Ага. Спасибо. Да. Я постараюсь подключиться в 4:10. Если вы еще будете работать, то я зайду еще раз. Ага. Спасибо. Хорошо. Всем успехов. Хорошо. Вопросы можно задавать. Берегите себя, уважаемые коллеги. Дорогие коллеги, участники конференции, мы продолжаем нашу секцию. И следующий доклад мы предоставляем слово Любовь Дашнимаевне Бадмаевой, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. Кандидат филологических наук, доцент. Добрый день, уважаемые коллеги. Я также очень рада видеть и участвовать на конференции. Спасибо. Мой доклад можно сейчас, презентацию я могу сделать уже, да? Да, у всех есть право. Так, открылось, видно? Нет, еще пока не открылось. Нет? Так, как? Я нажимаю трансляция экрана, и почему не открывается? Не знаю. Так, трансляция экрана, да? Затем, так, извините. Демонстрация экрана нажать. Так, да? Алло, Лариса Батуевна. Да. Демонстрацию экрана. А потом свой файл нажать, да? Да. И не видно же, да? Пока еще не видно. Так, а как я должна иначе сделать? Может быть, вы сейчас сверните вы свою свернули, да? Или он у вас открыт? Свернула внизу на панели. На панели, да? Презентация. Ага. И демонстрацию вот эту зеленую нажимаете, там ваша... Ну, я нажимаю ее. Ага, Дарима Шагдуровна у нас закрыла или нет сейчас? Ага. Она же закрыла, да? Вышла. Не видно? Демонстрация. Не видно? Нет, это моя выходит. Ой. Не видно, да? Так, демонстрация экрана. Вы не можете включить демонстрацию экрана, поскольку демонстрацию экрана осуществляет другой участник написано. Дарима Шагдуровна должна была выключить. Она же вышла вместе с тем, что она вышла, должно было быть выключено. Так. Вы не можете, так же. Ну ладно, тогда я буду начинать. А вы, может быть, попросите Дариму Шагдуровну Так. выключить, да? Демонстрацию экрана. Я могу начинать? Да. Так. Ну ладно. Название моего доклада звучит в программе указано, но там немножко одно слово отсутствует. Извините, это я сама так в заявке указала. О ментальных лексемах в языке фольклора бурят. Доклад посвящен лексико-грамматической специфике и синонимии ментальных лексем эпического текста. Источником вышеназванной лексики является Улуге Раба ГСР, записанный Ильей Николаевичем Мадасоном
от сказителя Пёхана Петрова и изданы с переводом на русский язык Алексеем Ильичем Улановым. Из вышеназванного улигера выявлены следующие слова и выражения, отражающие сущности и действия сугубо ментальной сферы и с показателями частотности. Но поскольку я пока не могу включить слайды, видимо, придется мне самой их читать вам. МДХ – знать, понимать, 36, МДН – сознание, чувство, 10, ОНДО, ум, разум, память, 1 раз, частотность, ОНДО, рулха, 2 раза, ОНДО, ганаха, 1 раз, ОЛГХ, понимать, 18 раз, ОЛЛАХа, понимать, разбираться, 2 раза, ухагнаха, 3 раза, ухан, 12 раз, ухаха, глагол ухаха, слово отсутствует в бурятских словарях, в халхо-монгольском ухах значение имеет понимать, разуметь. В письменном монгольском ухаху разуметь, понимать, разгадывать, мысленно соображать 3 раза. При шестеричном подразделении можно здесь видеть глаголы и имена существительные, соответственно. При анализе парадигмы спряжения выделенной группы наиболее частотного глагола МДХ обнаруживается 12 его словоформ, среди которых наблюдаются формы всех времен, причастная форма, депричастные формы, совпадающие с их литературными формами, соответственно. Специфическая особенность говора проявляется лишь в форме МДХМТ с вопросительным или отрицательным смыслом. Здесь у меня слайд уже 3 должен был быть. Я прочту тогда сама пример. Гифте юнда харихамнеп улаги юинь МДХМТ гв. Зачем нам домой уходить, не знаете, что задумали люди? В рассматриваемом тексте встречается специфическая словоформа оэллакхы, соответственно, сугубо диалектная. Приведем фрагмент текста с данной формой. Я опять читаю текст, пример. Тихунхойно шарабле урвунхадут инухунхире алакшажре хойри унере хилихин оялакхы худолар хилихин оялакхы гласыжа ганга задашубу бутее гэт зубшо. Данный пример взять из Абайгасера, соответственно. Потом шараблинские триханы говорят, этот черный ворон и эта белобокая сорока, правду ли говорят, не поймешь, кривду ли говорят, не поймешь. И решили они сотворить Гангазада птицу. Оригинальные тексты и переводы даны здесь и в других примерах по изданию без изменения орфографии источника. Объяснения данной формы в грамматическом плане проблематичны. Предположительны следующие версии объяснения. Первая – это разговорная сокращенная форма аларо-унгинского говора от глагола оэлаха с или без вопросительной частицы, возможно, со стяжением. И вторая версия – это объяснение разговорная форма от Ойл-Гохо. Дарима Афанасьевна Бурчина, одна из ведущих исследователей Гессериады, подтверждает вероятность данных нами объяснений. Так, Лариса Батуевна, вы меня слышите? Нет возможности включить? Да. Давайте попробуем еще раз, Войта Шнимаевна. Хорошо. Нажмите, пожалуйста. Демонстрация экрана, и там совместное использование. Да, вот демонстрация экрана. И там совместное использование. Да. Так, есть? Есть, вот да? Вышло. Ага, ну есть. хорошо, значит, Дарима Шакдуровна вышла. Ну вот, я уже на 4-м, вот я пролистаю, вот данные, значит, быстренько покажу.
Да, Можете... вот 10 всего словарных единиц выявлено из эпоса Ула Алара Унгинского, эпоса Абай-Гасер. И вот я показывала диалектную форму глагола «медхимте» и вслух читала вам данные. Значит, вот я сейчас на данном примере как раз вот вам читала и сейчас демонстрирую. И объяснение давала, что мои там 2 версии объяснения к данной форме, вот этой, которая выделена ойлакхы, не поймешь ойлакхы, не поймешь 2 раза, переводится, значит, так и так. Первая версия предположительного объяснения формы ойлакхы полагается на мнение бурятоведа-диалектолога Цариндаша Будаевича Будаева, отмечавшего, что в западном наречии бурят в качестве вопросительной частицы бытуют частицы «и», и краткой, и орфографической «и». Здесь нет абсолютной идентичности рассматриваемой формы описанию названного автора. Это надо учитывать. Глагол «оэлаха» в бурятско-русском словаре имеет помету «старомонг», которая свидетельствует о том, соответственно, о том, что слово фиксируется в письменных текстах на вертикальной графике, поскольку практически все старомонгольские словари составлены на материале соответствующих текстовых вхождений. Согласно монгольско-русско-французскому словарю Осипа Михайловича Ковалевского, старомонгольская параллель к данному выше бурятскому глаголу, как «ойлаху», имеет значение «заметить», «упамятовать». При рассмотрении производности данного глагола вероятным представляется его отыменное образование от «ой», «ум-память», посредством аффикса применения «ла» со значением действия, заключающегося в усвоении того, что выражается данной именной основой. Наличие данного глагола в исконно-бурятском эпическом произведении, то есть за пределами старомонгольских текстов, может говорить о том, что он не обязательно является принадлежностью только вертикальной письменности монголов и бурят. Старописьменный монгольский язык не получил такого распространения в западной части этнической Бурятии, как в ее восточной, ввиду чего западно-бурятские сказители, знатоки эпических текстов Гасариады на своих диалектах не владели старомонгольской письменностью и, вероятно, были мало знакомы с ее литературой. Это не исключает никоим образом самый высокий уровень владения сказителями своих наречий, говоров, диалектов, которые являются одним из основных источников, обогащавших общий словарный фонд языка бурят. Глагол «уха-агнаха» отличается в бурятском языке редкой частотностью. В рассматриваемой версии текста Гасариады данный глагол встречается 3 раза, в то время как в бурятском корпусе в 2,5 миллиона словоупотреблений не фиксируется. Словообразующий глагольный аффикс «гна», посредством которого образован глагол, относится к группе непродуктивных, нерегулярных. Примером употребления данного глагола может быть следующий. Вот на 5-м слайде. Далее глагол «ухаха» не встречается в бурятских словарях, а это отмечено в общем списке, где 10 единиц словарных, переводится в данном тексте как «размышлять, думать». Выше вот указаны были данные значения. Как понимать, разуметь. Думается, что относительно данного глагола также уместно выше приведенное объяснение к глаголу «оэлаха». Имеется в виду то, что ухаха входило в словарный обиход аларо-унгинского говора бурятского языка вне связи с вертикальной письменностью монголов, если склоняться к первому нашему толкованию. Вместе с тем,
следует отметить то, что если по слову ойлах, ойлахо мы не можем быть абсолютно уверены в его употреблении в рассматриваемом тексте, из-за чего мы выдвинули вторую версию его толкования, то по глаголу ухаха можно с уверенностью подтвердить его использование сказителем. Примером такого употребления может быть следующий слайд. Слово «ухаха» здесь переведено как «постичь», «постигать». Среди исследователей бурятской гасариады есть, можно сказать, общепринятое мнение, что унгинская версия принесена из Монголии хангодарами и другими этническими группами монголо-айратского происхождения не позднее 17 века. Об этом я говорю со ссылкой на работу Баира Саномовича Дугарова. Вероятно, вышеназванный глагол «ухаха», встречающийся в бурятском улигере, заимствован его наречием вместе с эпическим текстом. Отсутствие же данного глагола в современных бурятских словарях говорит о том, что он не проник далее аларо-унгинского наречия, то есть не получил распространения в литературном языке. Из группы рассматриваемых словарных единиц ухагнаха, ойлохо, ухаха по данным их частотности и специфики представленности в лексикографии бурятского языка можно сказать, что они ушли в разряд архаизмов, в силу чего, соответственно, к периоду формирования его литературного идиома остались за границами его функционирования. Сложносоставные глаголы оэндору, хоэндоганаха выражают идентичную умственную деятельность такого органа, как ум. И слайд следующий. Как видно по небольшому списку глаголов, выявленных из эпоса и передающих процессы умственной деятельности человека, все простые слова, то есть однословные, находятся между собой в синонимических отношениях за счет своего значения «понимать», образуя синонимический ряд, в котором наиболее частотным является МДХ. Другой синонимический ряд образуется двумя сложными глаголами по значению «подумать» – оэндорухо, оэндоганаха. Слово «мыден», имеющее несколько значений в литературном бурятском языке, сведения, информация, весть, сознание, чувство, в эпосе переводится как рассудок. Вернемся к слайду 6. Здесь уже нужно обратить внимание то, что выделено красным. В данном примере 4. Обозначение рассудка словом «мыден» вне эпического произведения не является характерным для бурятского языка. Здесь можно отметить, что через устное поэтическое произведение бурят наблюдается подразделение органов умственной деятельности на рассудок и ум. Лексема «мыден» имеет меньшую частотность, чем ухан по данным текста. Вероятно, названные лексемы в силу своей дистрибуции и сочетаемости в рассматриваемом тексте являются синонимами, к которым следует добавить лексему «ой» – ум, разум, память. Данное слово в двух случаях является компонентом сложного глагола, как в примерах 5 и 6 на данном слайде. Как простое слово отмечается в тексте эпоса только один раз, как в примере 7. Это в следующем слайде, здесь уже в примере 7. Синонимический ряд имен существительных составляется 3 словами «мден», «ое», «ухан». Итак, переходим к выводам. О синонимии я повторяться для экономии времени не буду. Единственное, что можно сказать в целом, анализ языковых особенностей диалектных фольклорных источников бурят
определяет перспективы дальнейших исследований. Например, при разработке актуального диалектологического корпуса бурятского языка. В целом, подобное исследование значимо для прослеживания истории языка как литературного, так и его диалектных вариантов, их эволюции, что способствует восполнению целостности языковой картины мира этноса. Спасибо за внимание. Алло? Спасибо большое, Любовь Дашнимаевна. Я думаю, вопросы будут, потому что вот ментальная лексика и, в частности, язык фольклора, да, требует пристального внимания исследователей. Пожалуйста, есть у кого-нибудь вопросы? Вопросы? Ну, можно в чате написать. Да, можно, да, в чате написать или в сообщении. Да. Мы хотели бы тоже, Любовь Дашнимаевна, вас от лица студентов, наших магистрантов, поблагодарить, сказать добрые слова на ваш адрес, то, что вы ежегодно являетесь руководителем магистерских и работ бакалавров, руководителем дипломных работ и магистерских диссертаций. И эти диссертации отличаются высоким уровнем, да, теоретической подготовки, хорошие результаты у студентов. И мы благодарим вас за сотрудничество и также будем постоянно к вам обращаться за советом. Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо. Дорогие участники конференции, следующий доклад будет мой. Доклад называется, сейчас я включу также демонстрацию экрана. Доклад называется «О роли буддийских терминов в развитии бурятского языка». В настоящей работе мы рассматриваем слова, вошедшие в бурятский язык из других языков через буддийскую лексику, которая сыграла в данном случае роль ретранслятора, промежуточного звена между тибетским, санскритским, монгольским и другими языками и бурятским языком. Более того, термины, выходцы из этих языков, появились в бурятском языке благодаря языкам-посредникам. Например, санскритские термины проникли через тагдийские, уйгурские, тибетские языки. Большая часть тибетских терминов заимствована через монгольский язык. И вот дорожную карту заимствования буддийской лексики можно представить в виде схемы заимствующие языки, буддийская лексика, общепотребительный бурятский язык. И по сути, вот эти межязыковые миграционные процессы играют огромную роль в развитии бурятского языка, являются одной из ее движущих сил. После прихода буддизма на территории Бурятии буддийская лексика являлась одним из основных доноров для общеупотребительного бурятского языка. И заимствуясь термин, не теряет здесь основных свойств концептуальности, системности и однозначности. При этом ее смысловая структура ведет себя по-разному. В некоторых случаях наблюдаются семантические изменения в значениях, в других отсутствие семантических изменений. Следует отметить, что буддийская лексика при транспортировке терминов, несмотря на промежуточные языки-посредники, в основном сохранила первоначальное значение. Например, следующий слайд. Против буддийский термин «зинда» в языке-источнике в тибетском языке использовался в значении «годовой стаж» в Цаницкой школе, заимствовался в бурятском языком в более широком значении ранг положения, в котором он используется до сих пор. Вот для иллюстрации мы привлечем примеры из национального корпуса бурятского языка.
предлагаем к вашему вниманию пример. Согласны лыды грузиндаты ламанарши инда сугурова хаюм. Здесь собрались ламы весьма высокого ранга цугульского дацама. И следующий пример. Залух убому ефрейтор зинда яжа тымдыгладовыемная мыднагуш. Молодой человек, знаешь ли ты, каким знаком выделяется ранг ефрейтора? И заимствуясь в узкоспециализированном значении, некоторые буддийские термины выходят из этих рамок, теряя при этом уточняющие дополнительные семы. Сказанное позволяет предположить, что такие заимствования оседают в общеупотребительном бурятском языке, осваиваются литературным языком, детерминологизируются. Процесс образования детерминологизированных единиц требует двухэтапного развития, этапа деспециализации и последующего этапа, собственно, детерминологизации. И, разумеется, детерминологизация же приводит к образованию многозначных слов, имеющих минимум 2 значения. Наблюдение показывает, что некоторые из них оставляют за собой право оставаться в пределах терминологической системы, при этом одно из значений остается неизменно узкоспецифическим. Появившиеся новые значения вводят слово в состав общеупотребительной лексики. И войдя в язык как однозначное слово, термин постепенно теряет уточняющую узкопрофильную сему, при этом расширяет сферу употребления в общелитературном языке, где получает переносное значение, в результате чего происходит дальнейшее расширение его семантического объема и перевоплощение в общеупотребительное слово. Проиллюстрируем данный факт на примере буддийского термина боти. Боти, устаревший том в ксилографических изданиях, приведенный в словарной статье под редакцией Черемисова. Здесь считывается как буддийской, так как термин боти заимствовался в значении том религиозных книг. Безусловно, речь шла о буддийских трактатах. И сейчас мы обратимся к корпусу бурятского языка. Здесь Дасангай ламана разумный мамбати ганжуре зарим булугудые сейжилдыхэ гатна. Буддийские ламы знают наизусть целые главы из 108-томного ганжура. Здесь используется. И в современном же бурятском языке бати используется значение том, вообще имеется в виду том любой книги, не обязательно буддийской. Здесь представляем пример. И на Гарбашевейных Дыхевате музей дорогой диссертации Хавлагдаган Голгашевусет Мадагдановой. Рукопись первого тома еще не включена в фонд музея. Судьба публикации диссертационного исследования еще неизвестна. Далее, здесь следующий пример. Намдышня горвун вати доктор Вышекаденхэй. Завершены 3 тома моей рукописи. И здесь тоже следующий пример, тоже из национального корпуса. И следующий пример. Буддийский термин намтар, значение биографии, жизнеписаний святых, а также крупных духовных лиц, был заимствован из тибетского языка через письменный монгольский. В современном бурятском языке слово намтар после детерминологизации используется в значении биография и история, рассказ, повествование. Бурятский словарь 2006 года. И в некоторых случаях изменение функционального употребления влечет и расширение значения детерминологизированных терминов, так как, будучи окончательно принятым в общелитературный язык, слово продолжает свое семантическое развитие. И далее трансформацию значения слова «синда» можно проследить благодаря лексикографическим изданиям. Здесь бурятско-русский словарь 2006 года. Здесь такая обширная словарная статья. И
Мы хотели бы в заключению вывод. Вот действительно, судьба заимствованных буддийских терминов не одинакова. Часть из них так и не вышла из круга специальной лексики и употребляется только в узкоспециальной сфере религиозной. Редкие вторжения в другую сферу не меняют их конститутивных свойств. Сам факт появления термина в общелитературном языке не говорит о смене его статуса и превращении в общепотребительное слово. Для этого заимствованной единицы необходимо пройти длинный путь адаптации, путь потерь конститутивных свойств и приобретения новых значений. Спасибо за внимание. Ну, пожалуйста, вопросы. Можно вопрос? Да, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Санджанов Жамьян. Жамьян, да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос вот такого характера. Вот слово есть хорал, да, Хорал. пишется хорал, да, хорал. Как вы это данное слово вы относите к буддийской лексике? Да, да, Урал, да, потому что в калмыцком языке, в бурятском языке дацан означается дацаной, а в калмыцком языке дацан означает как хурул, да, хурул. А хурал, он, конечно, он большое собрание буддийских монахов. В современном бурятском языке он уже детерминологизирован, то есть это уже орган власти, то есть является уже общественно-политической лексикой. Можно комментарий тогда скажу? Конечно, конечно. Ваше мнение нам очень важно. Данному термину, да? Да-да. Вот хурал, да, первоначально, вот когда, вот если посмотреть по монгольским источникам, да, и монгольской письменности, да, то хурал имел значение в первую очередь как нерелигиозного характера, то есть он не нес такой смысл, что это собрание монахов. Это было общее, как сказать, общеупотребительное слово, поскольку от него произошло хурулдай и так далее, хурулдан. И хурал это и первоначально имело значение, ну, как бы сказать, нейтральное, да, собрание там людей каких-то, хурал. Но потом это оно приобрело уже значение в таком чисто в религиозного характера, поскольку в связи с тем, что в 30-х, допустим, я так предполагаю, что он имел значение не только религиозного характера, но и общественно-политического, но в связи с тем, что собрание людей вот таковое сохранилось бурят как бы в языке разговорном, это в контексте собрания религиозного, да, какого-то там рекламации текстов, поэтому в основном оно приобрело такое значение, как религиозного собрания там монахов. Но первоначально оно все-таки было не, как сказать, не чисто религиозно-буддийский термин, то есть его не можно, то есть его можно отнести и к термину общеупотребительному. И в плане того, что и сейчас он используется как административно, ну, не как административно, а как название общественного института, да, хурал, народный хурал, то это, в принципе, укладывается в общее понимание этого слова. Спасибо большое за ценные наблюдения. Безусловно, оно заимствовано из монгольского языка, бурятский язык. И вот и еще у меня такой вопрос, да? Извините, да, ага. Да-да.
Слушаем вас. Ага. А вот, по какому критерию, да, вы относите эти заимствования ну, то есть они взяты из монгольского в бурятский? Вот какой критерий, вот что это заимствовано, вот на основе чего, как бы критерий какой заимствование? Безусловно, это словари, это лексикографические источники. Словари, да? Да, да. Ну, Мы ссылаемся на словари. можно здесь, ну, не знаю, если опираться на словари Ковалевского, да, там, который фиксировал все, допустим, слова в письменном монгольском языке, естественно, и которые бытовали и существовали в бурятском языке, да, то есть мы можем говорить, что они заимствованы из монгольского языка. Ну, бурятский язык относится к монгольским языкам, поэтому но мы в своих исследованиях, по крайней мере, мы это ссылаемся вот на эти словари и фиксируем, что это из монгольского языка, это из источников, например, да, ссылаемся на Ковалевского Осипа Матвеевича. Эти слова, да, эти слова, в общем-то, они, если мы фиксируем, ну, мне кажется, что если эти слова из монгольской письменности, то есть были распространены в письменном монгольском языке, а письменный монгольский язык существовал в бурят до определенного времени, да, но вопрос то, что они не зафиксированы в современных словарях, мне кажется, немножко не совсем обоснованно говорить там заимствование из монгольского слова, там, языка и там, из другого какого-то языка, потому что в тот период, да, когда этот термин появился, он бытовал у тех, то есть о заимствовании таковом, мне кажется, ну, здесь немножко не совсем, так сказать, соответствует, что это заимствование. Если бы это было бы в настоящее время заимствовано, тогда можно было бы сказать. Но в то время, когда этот термин появился, даже, ну, да, при обозначении, мне кажется, там не было заимствования. Безусловно, вы правы, да, мы говорим о едином письменном монгольском языке. Ну, спасибо. Да. Спасибо за вопрос. Да, мы это учтем обязательно в перспективе, да, в своих исследованиях. Еще есть вопросы? Я вот хотел задать Любовь Дашинимовне вопрос, но это, наверное, потом уже, да? Можете задать. Ну, у меня буквально вопрос тоже касается вот слова ухаха, да, в монгольской письменности это ухаху. А вот, Любовь Дашинимовна, а вы как как вы считаете, а почему он не зафиксирован в словарях бурятского языка? Любовь Дашинимовна слышит? На связи? Может быть, она вышла, да, Любовь Дашинимовна? Давайте мы тогда, вы свой вопрос передайте через сообщение. Она вам непременно ответит. Давайте мы с вами продолжим тогда программу. По программе следующий доклад мы предоставляем кандидату педагогических наук, доценту Бурятского государственного университета Дареевой Оксане Александровне. Оксана Александровна. Сэмбэна, Кундата Лухат. Здравствуйте, дорогие друзья. Мой доклад называется «Я могу включить, да, демонстрацию экрана?» Да. Там совместное использование. Уже видно, да? Да. Так. Почему-то я нажимаю, пока слайдов не идет.
Но я могу так начинать уже, да? Александровна, Да. он уже все транслируется. Наша Хорошо. презентация. Мой доклад называется «Национально-культурная специфика перевода с русского языка на бурятский язык». При рассмотрении этого вопроса мы опирались на перевод текста пролога Александра Сергеевича Пушкина к поэме «Руслан и Людмила». Этот текст на этом тексте позже был создан, на основе этого текста был создан мультфильм «Лукоморье». Но прежде чем перейти к рассмотрению национально-культурной специфики перевода текста, хотелось бы несколько слов сказать об общественной роли перевода в нашей жизни. Прежде всего, мы говорим, что перевод делает возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и культур. И при помощи переводов с русского языка, в частности на бурятский язык, мы открыли гениальные творения великих мастеров пера со всего мира. И также на сегодняшний день перевод играет огромную роль в сохранении и развитии бурятского языка, бурятской литературы. И вот за последние годы, именно конкретно в последние десятилетия, значение переводческой деятельности возрастает в связи с информатизацией современного мира. Я говорю о том, что вот начиная с 10-х годов активизировались переводы в сфере цифровых технологий. Например, переводятся известные советские кинофильмы на бурятский язык, переводятся юмористические скетчи в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, Вайбере. Также осуществлены официальные переводы, например, мультфильмов, таких как вот «Лукоморье» мы сегодня рассмотрим, да, «Лунтик», «Робокар Полли», «Синий трактор», переводят, были официальные переводы таких известных мультфильмов, как «Котенок по имени Гав», «Простоквашино», а также мультфильмов таких, которые созданы в 50-х, 40-х, 60-х годах прошлого века, как «Волшебный клад», «Гунун-Батор», «Мышь и верблюд». И вот если переводы с русского языка на национальные языки, в частности на бурятский язык, познакомили народы России с сокровищницами мировой русской литературы, способствовали литературному, филологическому развитию, то есть открывали весь мир, который находится за пределами нашей республики, то современные произведения перевода как бы открывают реципиенту свой собственный мир, свою языковую картину, расширяют видение самого себя, помогают познать самого себя. В каком плане? Поскольку переводы цифровых произведений прежде всего нацелены на создание языковой среды, на цифровизацию образования и воспитания. Под последним мы предполагаем применение переведенных произведений в процессе обучения бурятскому языку, а также демонстрацию особенностей и своеобразия бурятского языка уже на известном материале. И вот в этом случае огромную роль играет художественный перевод, а художественный перевод, как известно, является одним из самых сложных видов переводческой деятельности, и эта сложность заключается не просто в передаче смысла, как в общественно-политическом переводе или же в переводе информационных текстов, а в передаче уникального авторского стиля произведения, настроения этого произведения, характера и всего богатства языковых средств оригинала. И вот передать вот эти особенности текста в основном заключаются в национально-культурных элементах, которые называются реалиями. Реалии в переводоведении – это понятие, относящееся к жизни, быту, истории, материальной и духовной культуре того или иного народа. И вот перевод этих реалий заключается вот в таких
приемах или при переводе этих реалий переводчики, как правило, используют следующие приемы в основном: транскрипция, транслитерация, калькирование, поиск аналога или приблизительного соответствия, толкование или же описательный перевод. И вот мы сделали попытку рассмотреть способы перевода на материале текста, осуществленного Гунга Гамбоевичем Чемитовым, который перевел пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». На базе этого текста, я уже сказала, был создан мультфильм «Лукоморье». Ну, мы все наизусть помним этот текст. Давайте рассмотрим уже на конкретных примерах. Должна сказать, что мы взяли не все, а только вот яркие реалии, которые можно рассмотреть в рамках одного доклада. Лукоморье. Лукоморье трактуется как морской залив, происходит от словосочетания лука, море или же изгиб. Для сравнения, лук, излучина, лукавить, изворачиваться. На бурятский язык это собственное имя существительное переведено автором нарицательным именем существительным, как просто берег моря. Автор добавил имена прилагательные номин, лазуревый, номлын, спокойный. В итоге получилось словосочетание на спокойном берегу лазуревого моря. Номин дале, номгын риде. И этот прием нами расценивается как приблизительный перевод. Приблизительный перевод чаще всего употребляется для передачи реалий, и при этом способе в большинстве случаев удается передать содержание реалий с помощью единицы с более широким или с более узким значением. В данном случае конкретная местность на изгибе моря передается словосочетанием с более широким значением, просто берег моря с добавлением прилагательных. Второй случай – дуб зеленый, сарса-моден, сарсагар, затвердевший, шелестящий. Так как дуб в Бурятии не растет, используется характеристика этого дерева твердость. Также в некоторых словарях лексическая единица дуб переводится как сарса-моден. Ну, генеалогия этого слова, получается, основывается на характеристике твердости дерева. И вот в приблизительный перевод, этот второй пример использования приблизительного перевода как перевод через обобщенное словосочетание. Следующий прием – это калькирование. В нашем тексте мы показываем на примере словосочетания «кот ученый». Ну, это понятно, да, не звуковой, а комбинаторный состав слова использован, морфема или фраза переводится соответствующими элементами переводящего языка. Следующий прием – использование функционального аналога. Все ходит по цепи кругом. В бурятском тексте звучит «горолан яптык». Функциональный аналог слова или словосочетания, используемое для обозначения понятия сходного, но не совпадающего с понятием оригинала. Иначе говоря, аналог – это готовый приблизительный эквивалент реалии. Дело в том, что по-бурятски можно было бы, конечно, сказать «тайрот ява», но автор решил выбрать еще более глубокую лексическую единицу «горолан», вот ходить по кругу, и получилось, мне кажется, намного красивее, чем «тайрот ява», «горолан яптык». Следующий пример уподобляющего перевода идет: направо песни заводит, налево сказку говорит. Бурядар волхудо наразуб япхада антахохорна нарбуру япхада дудулна, или наоборот. Вот, позволяет заменить реалию на известную конструкцию.
Ну вот мы... Так, секундочку. Этот способ основан на использовании функционального эквивалента, который у получателя перевода вызывает те же ассоциации, что у носителя языка оригинала. Ну вот том адле болнандамны. Также уподобляющий перевод мы можем рассмотреть на примере строки «Там чудеса, там леши бродит», лексической единицы леши. Леши – производное слово от слова «лес», в русском языке «дух», хозяин леса. На бурятском языке автор Гунга Камбочмитов переводит «тырегур даедын зын заэдыкла». Здесь мы бы хотели выразить некое несогласие с автором, поскольку даедын зын гахыдымная даеда мы рассматриваем как земля, просторы, степь, как указано в словаре Черемисова. И на наш взгляд, более подходящим словосочетанием может быть оэн-изын, хозяин леса. Были также предложены варианты как тайгын-изын, но с точки зрения бурятской картины мира тайгын-изын ассоциируется с медведем, да, хозяин леса. Поэтому мы считаем, что возможен вариант как оэн-изын. Следующий прием – использование функционального аналога. Это мы рассмотрели на лексической единице «русалка». Русалка в славянской мифологии представляется как молодая девица с распущенными волосами и рыбьим хвостом. Слово «русалка» существует много трактовок. Значение слова «русалка» – это слово «русло» в качестве места обитания русалки, либо от слова «русы», у русалок были волосы русого цвета, либо от слова «роса», ею русалки умывались, либо от слова «русали», название праздника или поминальных дней у древних славян. Автор-переводчик употребил словосочетание «усотхухым». В бурятской культуре, это в бурятском языке, в бурятской культуре лусут – это водяной дух. И чтобы уточнить, что речь идет именно о женщине, о девушке, Гунга Камбоч добавил слово «хухым». И так как в бурятской культуре лусут не имеет такого конкретного образа, пола и внешних характеристик. Следующий прием – это уподобляющий перевод. 30 витязей прекрасных, мы об этом уже говорили. Витязь – это воин, богатырь, и в бурятском языке существует подобная лексическая единица «батор». Калька. Мы кальку тоже рассматривали. Еще один пример. Мы пошли по ходу исследования, по тексту, вернее, по порядку. И вот в данном примере «Царевна, дочь царя» автор переводит как «хан хухын». Мы предполагаем, что можно было использовать словосочетание «хане басхын» как кальку, но, видимо, пересмотрев, перечитав строку, пришли к выводу, что автор, наверное, хотел оставить рифму, ритмику строки, и так получилось, но это решение ни в коем случае не уменьшает качество перевода. Полукалька. На наш взгляд, это очень интересный пример. Баба-Яга, мы прекрасно знаем этот образ. В бурятской мифологии существует персонаж Хараякшехныр или Хараякшехмгын. Видимо, этот образ был взят как основа перевода этой лексической единицы. Вредная старуха, умеющая готовить зелье, отраву, как правило, отрицательный персонаж. На наш взгляд, этот перевод представляет собой частичное заимствование, при котором один из элементов реалии переводится с помощью транскрипции. В данном случае тут переводится при помощи транскрипции или транслитерации, но в данном случае мы видим транскрипцию как
якши, с добавлением звука ш, баба-яга, якши, имитация слова яга приобрела форму якша. И вот добавление образа, имеющегося в бурятском фольклоре как хараякша. И последний пример использования приема семантический неологизм под названием семантический неологизм. Лексическая единица Кощей, которая образована от слова «кость», и имеющее значение худой, тощий персонаж восточнославянской мифологии, злой чародей, бессмертный и часто изображающийся в образе худого старика. Гумга Гамбоч выбрал перевод, и осуществил перевод, выбрав лексическую единицу «алмэ-лопсак». Когда мы обратились к словарю, увидели, что «алмэ» переводится как «беспечный, невнимательный, несуразный». Вторая часть словосочетания «лопсак» наверняка основан на образе бурятского персонажа в бурятском фольклоре. Есть такой персонаж Лэр Харалапсагалде. Одна из характеристик этого персонажа — бессмертный, чудовище. Но, насколько я помню, Лэр Харалапсагалде, он тучный, толстый, он такого крупного телосложения, является как бы наоборот как бы противостоящим персонажу Кощея, когда Кощей, он очень худощавый, такой худой и высокий старик. Но это право переводчика, и мы знаем, что в переводческой деятельности есть такой пример, когда переводчик осуществляет собственное изыскание, придумывает свое словосочетание, и это обозначается как семантический неологизм, как условное новое слово или сочетание, сочиненное переводчиком и позволяющее передать смысл реалий. Мы согласны, возможно, это еще влияет на рифму, на ритм, на талвэ холбу, как мы говорим, да, и в какой-то мере Кощей несуразный, потому что он костлявый. В качестве альтернативы мы со своей стороны могли бы предложить вариант как Арак-Яхан, царь Кощей, да, иногда в некоторых фольклорных вариантах, или Арак-Яхан Тежа, тоже как бы без потери талвэ холбу и ритмики. Таким образом, мы, подводя выводы к вышесказанному, должны сказать, что да, предполагается, что большинство бурятской аудитории читателей познакомилось с рассматриваемым произведением в оригинале, изучая русский язык и литературу, но и допускается то, что, возможно, кто-то познакомился с произведением в переводе, учитывая, что этот перевод был осуществлен еще в прошлом веке. Но в любом случае перевод пролога к поэме Руслана Людмилы Пушкина является достоянием бурятской литературы. И это произведение осуществлено на высоком профессиональном уровне и является отдельным художественным произведением. Текст перевода приобрел новую актуальность после создания мультфильма «Лукоморье», когда авторы этого мультфильма основывались на тексте перевода Гумги Гамбоча Чимитова. И также хочется отметить, что этот продукт содержит познавательный, культурный, образовательный и обучающий контент. С точки зрения обучения бурятскому языку мультфильм можно использовать в качестве материала для аудирования почти на всех уровнях образования, по курсу введения в теорию межкультурной коммуникации для сравнения культур и языковой картины мира русских и бурят. Также, конечно, безусловно, произведение представляет собой особую ценность для рассмотрения национально-культурной специфики перевода по курсу «Теория и практика
перевода. В итоге, после проведенного анализа переводческих решений, мы пришли к выводу, что при переводе рассматриваемого произведения были использованы следующие приемы: калькирование, полукалькирование, приблизительный перевод, уподобляющий перевод, использование функционального аналога и создание семантического неологизма. Автором не использованы такие приемы, как транскрипция, транслитерация, писательный перевод, трансформационный перевод и опущение. И это свидетельствует о том, что текст перевода максимально приближен к языку и речи носителя бурятского языка. С другой стороны, выдержана стилистика оригинала, соответствует его ритмика, смысловая и эмоциональная нагрузка. Текст перевода демонстрирует красоту, богатство, своеобразие бурятского языка. Когда смотришь мультфильмы и слушаешь, получаешь истинное наслаждение. Если, уважаемые коллеги, у вас есть желание послушать, то мы это можем сделать, если нам позволяет время. Сколько минут, Оксана Александровна? 3 минуты. Хорошо. Много? Хорошо, хорошо. Звука нет, Оксана Александровна, звука нет. Звук, да, звука нет. Оксана Александровна, звука нет, вы слышите? Да? Звука нету? Да. Ага. Увеличьте громкость звука, наверное. Ну, я остановила демонстрацию. Этот мультфильм есть в свободном доступе в YouTube. При желании можно будет посмотреть. Наверное, тогда мы не будем, да, на этом акцентировать внимание. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Пожалуйста, вопросы. Очень интересный доклад. Можно вопрос? Санжан Жамьян. Да, Жамьян Бакша, да, слушаю вас. Еще раз здравствуйте. Я вот специально увидел в программе ваш доклад, меня он очень заинтересовал. Я до этого смотрел перевод Гунга Чемитова и специально посмотрел перевод на калмыцком языке и на монгольском языке. Ну и такой для себя сравнительно небольшой такой, ну где-то какие-то слова там подчеркнул и так далее. Вот вы, наверное, видели калмыцкий вариант, да, на калмыцком языке, на монгольском? Видела, но вот по деталям не знаю, могу ли вспомнить. Каков ваш вопрос? Да, вот, ну, не сколько вопрос, да, а сколько, как сказать, поскольку в школе это изучается, да, можно такой сравнительный небольшой такой анализ сделать, да, вот какие термины вот в этих языках используются, как перевод сделан, да, тоже интересно, как с исследовательской точки зрения. Вот, допустим, ханхухн, да, в монгольском варианте переведен как гунджи. Гунджи – это вот именно титул, который обозначает, был раньше титул ханская дочь, вот титул гунджи. А Бабу-Ягу, допустим, перевели как шолом, да, в бурятском языке тоже есть же шолом. Вот такие очень интересные параллели, если про... Ну, меня сколько не слова там интересовали, как бы заинтересовали, а сколько обороты. Вот, допустим, да, обороты очень интересные, там, ну и все, вот этот перевод такой интересный становится. Вот, допустим, где там про царевну сидит это в неволе. Да, там в калмыцком варианте, там они говорят, перевели так, хан кухон джаргал голден.
головно, да, пренебрегает вот это счастье. Вообще очень такой интересный перевод, и он даже не сколько буквальный перевод, да, а сколько смысловой. Вот жарал Валлаха, это же вообще соответствие. Я вот думаю, просто удивился, как вот прямо попали в точку вот, калмыцкий перевод вот этого оборота. Ну все, спасибо. Спасибо вам большое, мы обязательно учтем. Действительно, очень интересно рассмотреть, как осуществлен перевод в родственных языках. Возможно, это рассмотрение поможет даже улучшить или созданию новых переводов, как на бурятском языке. Почему бы и нет, потому что существует несколько вариантов одного текста в одном языке. Поэтому мы обязательно ваше предложение учтем и при обучении переводу наших студентов, и во время наших будущих исследований. Спасибо большое. Да, еще один вопрос, не вопрос, а просто комментарий. Вот вы сказали там перевод Лешего не Дайтин изым, да? Деда это вроде степь, а все-таки Леший это он живет в лесу. Оэн изым, да? А Оэн изым это как бы, ну, считайте, что это более соответствует. А тайный язык это как будто ну, как бы сказать, переносное значение медведя. А можно обыграть же, в бурятском языке есть парные слова «тайный язык», да? «Тайный язык». «Тайный язык» опять получается отсылка баброй. Да? К медведю, да. Я еще думала, может быть, модың шутхыр, но опять-таки модың шутхыр, ну, как деревянный черт, да, как-то немножко суживает, что ли, значение. Да, еще есть переводы, я не помню, то ли в калмыцком, то ли в монгольском, они перевели проще. Сабдак, хозяин местности. Ну, а хозяин местности, он может быть хозяин степи, хозяин там долины, да, а тут именно он же лесной хозяин. Не выходит на территорию степи. Но он сабдак можно такой. Да, согласна. Спасибо. Спасибо вам, Жамил Бакша. Күндіктер маны конференцияда хабардықшыт, одадығы элитхыл, маны Моңғол ұлсың бұл бұсырлы екісір голем бақшы, лұпсын циринген цирин шеметті. Бүгініпте? Лариса Батоевна, можно я задам вопрос? Наверное, нет необходимости переводить циринчимыт, потому что все тут монголоязычные бурятчи сидят, я так думаю. Мэнде. Ахын өгүүлж нэгтүү. За миний ихтгэл сэдв энэ үлгэрээ далай таалах гэж фразеолог идиом тий энэ тухай үгөө манай бурят байна. Тэгээд энэ үгийн тухай энэ ямар учиртай үг вэ гэж товчхон ганц үгийн тухай хэлэх гэж нэвчээд ихтгэлийнхаа эхэнд энэ үлгэрийн далай гэдэг энэ содор одоо Монголд хэр зэрэг яаж тарсан юм бэ гэдэг талаар товчхон мэдээлэл өгье. За энэ үлгэрийн далай хэмээх содор бол буддийн шашны одоо сургаалын зохиол гэж үздэг. Тэгээ эртний одоо энтгэх орноос гаралтай энэ үлгэрийг бол тэр санскрит хэлээр бол Дамамука, за төвдөр бол энэ Дозанглан буюу одоо цэцэн тэмгийн үлгэр гэж ингэж нэрлэдэг юм байлээ. За энэ манай Монгол Улсын их сургуулийн одоо төвд хэлний салбарын эрдэмтэн Бүрнээ багш инхтер нарын одоо Кирилл үсгт буулгасан энэ юунаас би иш татаж авсан байна. За энэ үлгэрийн далай бол Азийн одоо зөвхөн Монгол одоо төдийгүй Азийн олон оронд бол тарсан. За Оросд бас одоо орос хэлээр бол орчуулсан, тод үсгээр буулгасан гэдэг одоо түгэнд дэлгэрсний хувьд бол нэлээд одоо түгээмэл байдаг ийм содор юм байна. За Монгол Улсын одоо эрдэмтэн академич Бямбэ Эренчунгой болохоор ер нь хуучин Монголын уншигчдын дунд одоо хамгийн их дэлгэрэн тарсан содор бол үлгэрийн далай юм аа. Тэгээ энэ ном байхгүй одоо Малчны хот бол байгаагүй гэж ингэж тэмдэглэсэн байт юм лээ. За мөн одоо академич Цэндийн Дамдын сурамгой бол Монголын уран зохиолын дээж 100 бэлэг
гэдэг одоо том эмхтгэл судрын номыг бол 1959 онд хэвлүүлсэн. Тэнд бол одоо энэ үлгэрийн далайгийн нэг зүйл буюу нэг бүлгийг одоо оруулж хэвлсэн байдаг. За дараа нь энэ үлгэрийн далайг хэрхэн яаж тархсныг яаж одоо юунаас харж болох вэ гэхээр Инх хамгалан хааны 53 дугаар он буюу одоо манжийн тооллоор тийм ээ 1714 онд үлгэрийн далай хэмээх судар оршив гэдэг энэ хэвлэлийг одоо хуулбарлан буулгасан юм бурят бар бол байт юм лээ. Тэгээ энэ бурят энэ барын хэвлэл бол манай одоо бурятуудын нүд бол нэлээд их дэлгэрч тархсан байдаг. За 1728 онд Элдв үлгэрийн далай хэмээгдэх оршив гэдэг нэртэйгээр модон барыг бол дахин одоо хэвлснийг энэ шүгүр гэж хүн модон барын хэвлэлийн тайм гэсэн бүтээлдээ бол тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээ энэ бурятын товч түүхэн талаас нь харах юм бол Жимидоржи юган бичсэн энэ бурятын түүх бичиг гэдэг номонд бол ер нь энэ ламын шашинтай хамт бол одоо хэл бичиг, эрдэм ухаан, урлаг, архитектор гэх мэтийн олон салбар бол манай одоо бурятад нэвтрэн орсон юм аа. Тэгээ энэ Төв Азийн орнуудын ард түмнүүдийн одоо нийт төрөө Монгол, Төвд, Энэтхэг, Хятад тийм ээ энэ улс орнуудын соёл, уран зохиол, урлаг, ёс заншил, гүн ухааны одоо баялагийг бурятууд одоо өөрсдөө авч өөрсөн дундаа бол хөгжүүлж эхэлсэн юм аа. За Төвд Монгол, Хятад, Энэтхэг орнуудын зохиолчдын эрдэмтдийн бүтээлүүд одоо мөн одоо энэ үеэр шарын шашин дэлгэрхтэй хамт бурятад одоо тарсан. Тэгээ эдгээр юу гэхэд одоо Панчатантра буюу 5 сургамж тийм ээ Арж Бурж хаан, Шидтгүүрийн үлгэр, Игэр мэждийн тууж, Эрдэнэ сан Субашид гэх мэт олон зохиолыг одоо дурдж болох юм а гэж ингэж одоо тэмдэглэсэн байна. За үлгэрийн далай судрын нэрийн хувьд бол яг тэр Ширет гүүшийн орчуулгаар манайхан одоо монгол бичигт буулгаж тэрийг нь кирилл үсэгт буулгаад тэрийг одоо бас өнөө цагийн бурят аялгаугаар Гунгач Митов гэдэг хүн одоо хэвлүүлсэн буулгасан байдаг. За Ширет гүүшийн орчуулгаар бол шулуун онолт гэж нэрлэдэг юм байна. Энэ Чултан лодой гэж хүний орчуулсан хөрвүүлгээр бол сайн үеийг ухуулах вэ гэж нэрлсэн байт юм байна. За 1655 оны үед ойрдын одоо заяа өндөд намхаж амц орчуулахдаа тод үсгээр буулгахдаа бол мэдээтэй мдээгүй ялгарч судар гэж ингэж буулгасан байт юм байна лээ. За үлгэрийн далай судар бол ер нь тод үсгийн одоо хамгийн гол дурсгалын нэг гэдгийг эрдэмтэн одоо Лувсан Балдангуй тэмдэглэснээр бол ерөөсөө хэдхэн газарт байдаг юм байна. Тэгээ тод үсгээр буулгасан их дээр нь бол 51 бүлэгтэй байхад Монгол их бол 52 бүлэгтэй гэх мэтээр юм. Үлгэрийн далай судрын тухай хаана байрлаж байгаа, тэгээд одоо ямар ач холбогдолтой гэдгийг одоо тэмдэглэж бас үлдээсэн байдаг. За ингэж одоо 17 дугаар зууны үеэс монголчуудын дунд одоо тархан дэлгэрсэн энэ судар нийгэм улс төрийн өөрчлөлтөөс бол нэг хэсэгтээ хумигдаж одоо энэ үлгэр далай таслах, үлгэрийн далайтай холбоотой зан үйл бусад юм бол мартагдаад хүрсэн цаг үе бас бий. За тэгээд 59 онд одоо Актемч Дамдын сүрэнгой бол энэ бүтээлийнхаа 295-аас 98 дугаар талд үлгэрийн далай судрын 40-р зүйл буюу гэрийн эзэн Ялдандын тухай гэдэг энэ хэсгийг нь болохоор тэр гүүш цоржийн бичсэн төгсгөлийн үгтэй хамт монгол бичгээр хуучин монголоор ингэж оруулж хэлсэн байдаг байна. За энэ Бурхны шашаа манайд одоо ингэж 16 дугаар зууны ихээр Монголд одоо дэлгэрхий сацуу мөн одоо хойшоо манай байгалийн одоо зүүн талын бурятын дунд бол одоо эхэлж нэвтэрсэн. За байгалийн баруун талын бурятууд алайр ихрэд бурят буюу эрхүү бурятуудын дунд бол нэлээд хожим бол нэвтэрсэн юм байлээ. Тийм учраас энэ үлгэрийн далайд холбогдох одоо миний энэ тайлбарлаад байгаа үлгэр далайд тахалхах гэдэг энэ үгийн тухай заншил бол яг одоо баруун бурятад байхгүй ч гэж хэд одоо бас сонсоогүй мэдээгүй байх одоо үндэстэй байна. За модон барын хэвлэл бүхэн энэ судрыг бол бурят айлууд одоо бурхан шүтээндээ заалж тэгээд тухайн одоо нутаг орныхоо номтой эрдэмтэй лам ийм хүмүүс бол ер нь энэ үлгэрийн далай судрыг уншдаг, бусдад уншуулдаг, ярьдаг ийм сайхан заншил бол одоо нэгэн үе их дэлгэрч байсан байна. За тэгээ энэ үлгэрийн далай судар гэдэг энэ судрыг одоо ямар учраас монголчууд, бурят монголчууд тийм ээ шүтэж эрхэмлэх болсон юм бэ гэхээр 2-3 зүйлээр одоо тайлбарлаж болохоор байна л да. За нэгдүгüүрт бол энэ хүлгэн сударт бол ер нь бурхан багш өөрийн одоо урд төрлийнхаа намтар түүхийг Буддын шашны сургаал номлыг гүүрнэн өгүүлсэн ийм одоо сургаалын шинжтэй ийм зохиол. За хоёрдугаар гол онцлог бол үлгэрийн далай гэдэг энэ хүлгэн судар бол ерөөсө хамаг амьтны тусын тулд
одоо буйны хотолчуулган байлгах үүднээс айлтгадаг. За мөн цагаан сар одоо тэр сагаалганы тийм ээ сагаалганы хар шинийн ихээр ихэс одоо гівшнэр ламнар одоо олон шавнараа суулгаад хөтлөн гэгэрүүлдэг уншдаг байсан ийм уламжлал бас байсан. За тэгээд ном судар барлаж хэвлэн буюу бараар одоо ном хэвлэн гэдэг бол маш их нарийн тусгай арга ажиллагаа шаарддаг. Их одоо хариуцлагатай, хичээл зүтгэлтэй нямбай байх ийм одоо байсны үр дүнд бүтдэг ийм явхуур ажил учраас ер нь барын хэвлэл бараар хэвлсэн номд бол алдаа мадаг андуу индүү бол их баг гардаг. Ийм одоо хідэн үндэслэлээр энэ үлгэр далай гэдэг бол ер нь одоо үлгэр далай тахлах гэдэг ийм үг манайхны дунд бий болж одоо нэг хэсэгтээ ярилцдаг байсан байна. За энэ үлгэрийн далайг болохоор төвд хэлнээс болохоор энэ ширээд гүйш одоо Монгол хуучин Монгол бичгээр Монгол бичигт буулгасан. За яг одоо кирилл бичиг буюу орос үсэгт болохоор Бүрнэ, Инхтүр гэж хоёр хүн бол хэвлсэн байна. Тэгээ тэр хоёрын хэвлсэн хамгийн сүүлийн дахиж нэмж тайлбар хийсэн ном нь болохоор одоо нэг ийм зурагтай ном бол хэвлэгдсэн байна. 17 онд гарсан байна. За тэгээд бас миний хэрэглэгтэн үндсэн хэрэглэгтэн болгосон ном бол энэ Гунга Чимитов, Цэхлма Чимитова нарын буриачилсан үлгэрээ далай гэдэг энэ одоо бурхны ном шинжээр ишгэвлэн. Тэгээд бурятаар кирилл үлсгээр урт талд нь биш юм. Тэгээд ард нь энэ бараар тэр модон барын юуийг хэвлэлийн ингээд хавсаргаад хийх ийм одоо ном эдэний би одоо хэрэглэгдэхүүн судалгааны яг баримт болгож ашиглаа. За тэгээд дээр нэмээд бас информант буюу мэдээлэгч хүмүүсээс одоо энэ үлгэр далайтай холбоотой заншил энэ үгийг одоо мэдж байгаа хүн байна уу? Одоо ер нь манайхан ямар байна вэ гэдэг дээр нэг хэдэн хүнээс бас асуулга аман одоо асууж одоо тэмдэглэл хөтөлсөн байгаа. За нэгдүгээрт нь бол миний хөгшин ижи авимны төрхөн ижи буюу Сидней Шимтжав гэж 1917 онд төрсөн. Тэгээ 2014 онд бол нас орсон. За тэр хөгшөөгөө ярихны тэр бага басганы нь болохоор тэр самбууга цэцгмаа гэж авгай хаас хүн баримт байна. За хоёрдугаарт нь бол гиннэ дарим гэж хүн байна. За энэ хүний өгөн бэрх хоёр хон бага хурхан ийм мэдээсэл байна. Сиднжава сэргмаа цагаангууд угай 37 он төрөн. За энэ одоо 85 хүржээ миний ижи. За дараа нь энэ Маходрын намжилмаа давхаргай Сэрэнхан бүргийн Сиднжав гэж ийм хэдэн хүнөө үлгэр далайтай холбоотой энэ үлгэр далай таахлах гэдэг үгтэй холбоотой хэдийн мэдээслээ хурж цуглуулсан байна. За тийм нэгдүгээрт нь энэ манай хөгшинжийн хэлжүүлэхэн юм болохоо тэр бидний багад хойтон ютгтай гэж хойтон ютгтай байхаа гэж хэлж байгаа. Мөнөөгөө одоо энэ өөр байгалаа хязаар агын арьон согтох ангил тэр хавьд нэтгэлдэг байх манай тэр өгшин ижийн ав ижийн нь болохоо. Тэгээд тэр зуланхаа буугаад намаржаан орох цагтаа гэртээ одоо ламасраад вижн тавиулдаг, захал хийлгэдэг. Тэгээд энэ захал хийлгэдэг байгаад ч тэр үед тэр цагтаа энэ үлгэр далайг иш судрыг одоо уншуулж тэрэний сонсдог хамж гэж миний тэр аавга гişдэг хэлж өгсөн байна. Тэгээд энэ үлгэр далайг иш судрыг яагаад хийж уншиж дахиулна гэхэд тэр гэртээ байх бүхий хүн үлгэр далайн хуу танхаа гэж тахалж авдаг. Тэгээд тэр хүний авхан хэсэгтээ юм гэн үйл явдлыг юм гэн юм таарнаг тэр хүний одоо ирээдүйд болох цаашдаа тохиох юм зүгнэр хэлдэг гэж ингэж үздэг байх юм байна. Тэгээд ер нь энэ үлгэр далай гэж судар бол ер тэр хүний өнгөрхөн одоо ирээдүйн 3 цаг үйл явдал илэрхийлждэг ийм одоо хайн судар юм а. Тийм учраас хайн ялангуяа манай зүүн бурятууд гэх юм дөө тий байгалийн зүүн бурятуудын дунд нэлээд одоо дэлгэрж төгжих юм заншил байна. За энэний би 2018 онд одоо тэмдэглэж авах юм баримт байна. За дараа нь энэ үлгэрээ далай бурят хэлэнд буулгах тэр Гунга Чимитов гэж хүний сэтгүүлч байх хүн байна. Тэгээд энэ хүний өөрийнх нь биш тэр номонго уртай биш юм жишээ болох одоо бах нэг ийм жишээ биш зөвлөө юм байна л да. Агуу их дайны урттай хургуулын шавь явах үедээ манай нутгай дархан ном шүлгэнд оржийн санжинд модон бараар барлагдсан үлгэрээ далай гэж нарийнгаад утга онцгор
эвхгэр номын анх төрийн шинхий харанхум санж дархан жирэлдэн бурхнуудынга араха саглигтэй номоо ширээн дээр тавиад улаан торгон жаншийн задалж за энэ биеэрээ гараа угаагаад нэг нэгээрээ бурхны ном таалагдъя гэж гэрте суглуурхан өхий бүйт хандава таалгayıpж ямар хувь заяатай зон авд тэгээд л бид ээлжээр тахалж мэдвэвж хүн болгондомдэ ондоо элдв хонин уйлах хувь заяагдана миний таалан үлгэр далайн хууд хий дархан санж уншихта аяны харгайд олон хүнүүдээ гарж зууранда хэдий зовоо шиеха хүрхэ газартаа хүрхэн тухай бишигдэн байв. Тэгэд дархан санж ши холын харгайд явах хүн байна шүү зорихон хөрөгчний бүтхүү байна гэж товшоолоо гэлээ. Тэгээд энэ үнэхээр л одоо миний ирээдүйн явдлын тэр үлгэр далай зүгээр заагдсан байгаа. Тэгээд одоо хожим бие сургууль соёлоо дүүргэн хойно энэ нэвтгтааш тэр ашрэ сэрэнд орж гэж лам байхан хүн өөрт нь үлгэр далай өгөн байна ч тэрний энэ бурятчилж буулгах тухайга ишхэн байна. За энэ мэтэр баха тэр түрүүнээ миний харуулхан олон мэдээлэгш хүмүүдээ асуухан юмнууд хоол нэг ийм ханаатай юм хэлнэ. За тэр сагаангууд угаас хэдэн жаваас сэргэмаа гэж миний ижээ залуудаа хадамд гараад тэгэд айл гэр болоод өхий бүүтэй болохгүй байгаахаа хэдий жил. Тэгээд энэ үлгэр далай гэж их хайн судар юм гэж хөөрөлддөг. Тэрэний таалж үсэх юм хүн өхий бүү болохгүй шүү гэж хандаг байгаа бүс нам хөөрдөг. Тэгээд таалж үзөө хөнгөцөг хүмүүний яг тэр судрааш олж шадаагүй гэд жиж ханж байтраа удаш байлха нэг басха үргэж авах юм байна да. Тэгээд хүүгүттэй болоход тэр үлгэр далай таалхаа гэж тухай ханжи явах юм яа орхио хамдаа гэж ийж хөөрөө. За тэгээд ийгэд яг энэ үлгэр далай таалхах тухай ийж хүнээ хувь заяа зүгэндэг идэг айлууд бурхандаа залдаг байхан гэдгийг хөөрхөн хүнүүдээ түрхэн он цагийг харахад 1940 оноохоо дандаа урагш хүнүүд байна. За тэгээд тэр хүүгдөрн заримын дамжуулж хөрнө мөнөө байгаа нь ер нь 80 ханаа дээш хүн инээний мэдж байна. За тэгээд тэрнээ хойш чи 40 хүн он за тэгээд 51 2 оны хүнээ хурахад нөө яг тэр үед хилмэгдэл гэж болоод л тэр дэлхийн 2 дугаар дайн дүүрээд л социализм гэж нийгмийн одоо өөрчлөлтөө ондоо цаг болоод тэр бурхан шашинтай холбоотой бүхэн юм хорийн юм хатуусаг хэлэн ушраа тэр айлд байхан ийм номнууд шиг хуриаж авхан уншихын хорийн ийм одоо явдлууд болоод тэгээд тэрнээ хойш энэ үлгэрээ далай таалах үлгэр далай гэж судартай холбоотой энэ заншил юу мартагдаж хүн мэдэхгүй болгон байна. Тэгээд мөнөө одоо миний үеийн намхаа доош хүүхдүүд та өөр мэдэхгүй байна. Тэр 40 хүн онд төрхөн допрох сэрэн хандаг гэж хүнөө баха хаяхан одоо телефоноор холбогдоод хурахад манай миний багд манайд байдаг хэн. Тэгээд 60 гаруй оны хөвлөөр юу тэр намын үзэл суртал болоод намын байгууллагаа энэ хууш монголоор биш хэн ном их хуряанаг их авианаар манай ав тэр уснанга номноо шихүү голдуртхаа гэж ийшгэлэн. Тэгээд асуун 2 3 шиг хүн болт үлгэр далай тэр судрын хориотой байхан ушраа гол мөрөнд уртхан 50 хүн ийм хариултнуудыг хэлж байна. Тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд ер нь энэ альва тэр нийгмийн улс төр эдийн засаг соёл тийм ээ боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт гарч байгаа өөрчлөлтүүд тэрийн одоо өөрчлөлт шинжилтийн үйл явцыг дагаад хамгийн түрүүн одоо нэвтэрдэг одоо салбар бол хэлний үгийн сан байдаг. Тэгээд энэ жишгээр бол ер нь дорн дахины энэ соёлт орнуудын уран зохиол монголчуудын одоо оюуны соёл оруулсан хувь нэмрийн нэг жишээ бол одоо энэ үлгэрийн далай судартай холбоотой үлгэрийн далай судрыг одоо эрхэмлэн дээдэж шүтэж байсан энэ заншил одоо муу юм а гэж нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол ер нь энэ тухайн нэрлүүлж байгаа юм үзэгдлийн хэрэглэн байхгүй эсвэл тэрийг мэддэг хэрэгэлдэг байсан хүмүүс нь үгүй болоход тэнтэй холбоотой зан заншил юм уу үг хэллэг холбоотой зан заншил үг хэллэг одоо бусад юм бол бас мөн одоо хэлний хэрэглэнээс хасагдаж алга болдог гэдгийг бол энэ одоо үлгэрийн далай таалхаа буюу үлгэр далай таалхаа гэдэг энэ ганц үгийн жишээнээс бол тодорхой харж болохоор байна.
За тэгээ буддын шашны 6 номд бол энэ дорн дахны уран зохиолоор дамжуулан Монголын ард түмэн төдийгүй бурят монголчуудын дунд оюуны соёлын одоо тодорхой нэг сонин өв тийм ээ өвийг бүтээж амьдрал ахуй шүтлэг бишрэл одоо холбоотой зан үйл болж байсны нэг сонин баримтыг бол одоо энэ үлгэр далай таалах гэдэг энэ хил зүг энэ хиллэг одоо яа харахгүй муу юм а гэж. Тэгээ цаашдаа яг энэ зөвхөн одоо бурятаас гадна өөр газар өөр одоо Монгол угсаатан туурхтан дотор энэ үлгэр далайтай холбоотой ийм заншил ийм одоо зан үйл байсан уу одоо энийг мэддэг хүн байна уу үгүй юу гэдгийг бас сурвалжлах энэ угсаатны оюуны соёл буюу одоо тэр этнолингвистик гэдэг тэр салбарын үүднээс одоо гүнзгийрүүлэн судлах хэрэгцээ байна гэж ингэж үзэж байна. За ингээд анхааруул хандуулсан та бүхэн баярлалаа. Үндэт цэрэнчмэд багшаа их сонирхолтой илтгэл хэндэт на их бидэ их баярыг хүргэнэти. Нэришгэ на үлгэрээ далай аргагүй их манай Монгол тургуудаа бүряадай ургуш байдаг үлгэрээ далай. Энэ бол мөн бурятта на бурят кириллда. Манай Унгач Митов нахнанга нөхөр цэпэма бударната шул бурят кирилл згор хөвлөн гаргахан байна. Тившге бурят элнутта үлгэрээ далай дахиатай байдаг. Уртанда манай өвгөт хөгшөд сонстог өөрдөг байгаа юм авсан. Мөнөө бурят FM радиогоор радналама үлгэрээ далай хөөрш байдаг. Юу их сонин их утгатай хэлэх хэвэд бид танд их баярлаа. Хайны хүргэн. Тэгээд өшөө тэр хонин жишээ юмнууд баха олж үсгэх хэрэгтэй байна. Тэр халимагт байдаг хүнөө хураавь. Тийм нэ яг тэр тод үсгээ тод бишгээ их шухал хайн дурсгал гэдэг мөртөрөө халимагт мөнөө тэрэний мэддэг хүн үгүй л дээ. Тэрний мэддэг хөвгшөдөд хүү үгүй болоо гэж ийж эхлээ. Тэгээд халимагтай мөнөө халимагт байгаа зан залуу хөрөг хүн хайн үлгэр далай гэж ухаангүй ийж манай ихэн шинжи тархааж тэр бурхан тахилда тахиж ийж байгаагүй шинээр хөлнө. Манай Баатар баруун аймагт ойрдууд тэр Увс аймагт байгаа өнөөхөө баха хурж үзэг ба тийм юм хэлнэ. Ихэнхий дэлгэрийн газар нь хаа төв халахад тэгээд л манай хойшоо бурят тийшээ юм шинжил ойлголтно л да. Халимагтай үлгэрээ далай юм гэд мэдээгүй ялгагш судар гэж хэлнэ. За. Лэкэн халимаг шинжилгч Мурзаева Деляш Николаевна шинжилгэн байдаг монография гаргана. Үлгэрээ далай тэр мөнөөний халимаг хэлээр гаргах байнгүй. Үгүй шинжилгэн байна. Шинжилгээ тухай юм биш юм. Бүшхэн байна тухай юм биш. Би тэр халимгаа их хургуулийн тэр тод бишиг заадаг багшаа хурхамны энэ тухай юм олоо хайдгэх бэ. Тэр хай юм мэднэгүй. Тийм үү да энэ мөнөө энэ Шантаржич Шагдаров илтгэлнүүд цагаа бүшдэг байдаг. Үлгэрээ далай урднынгаас ахиулнуудын мөнөө үеийн салушулда бидэрши багшнар тэр устные рассказы гэдэг ордор хуявна. Устные рассказы. Бурхан багшийн хөөрнөхөө гэдэг. Тий. Бурхан багш өөрөө хөөрхөн хүнд амгтай гэж тэр урд их оршил өгд нь байна. Тэгээд энэ манай Монголд яг ийж энэ үлгэр далайтай холбоотой тэр Чехословак буюу тэр их хүчиг судлалынх нь үүднөхөө одоо тэр энэ яг төгөд ихэдээ юм байна. Бушин Монгол ихэд нь юм байна. Бурят бард юм байна гэх тайлбартай. Тэгээд кирилл үзэгтэй буулгахан болохоо биш зүгээр тэр ийм үг энэтэй холбоотой заншил юм уу янз бүрийн тэр элдвээ юмыг тайлбарлах юм баха хомор шинж байна. За хэнда их баярлаа. Сэрэнжүн багш. Баярлаа. Өшөө асуудал байна багш нар? Нэг асуулт асууж болох уу? За.
Багшаа энэ нөгөө Иволгон даснаха нөгөө үлгэрээ далай бурядаар гаргахан байгаа. Та тэрний хархан байхад тийм үү? Явуулгын даснахаа гархан. Тийм үлгэрээ далайг нэг улаан Тий. Энэ мөнгө да. Энэ. Тийм. Нэний хархан. Хархан тийм би тэгж ойлгов. Тэгэхэд энэ монгол бичгээр одоо монгол хэлээр гаргахан хоёр их байх юм да. Тэгээд энэ хоёр их хэрэг ялгаатай байна. Мөн нэ одоо нэг хуушин монголоо хоёр хэл хуушин монголоо буулгаад хөрвүүлээд нэгэн бурядаар гаргахан нөгөө энэ. Тий. Алхан монголоор гар. Тийм. Тэгээд үг хэл хэр ялгаатай байна вэ? Энэ яг одоо тэр би зосооч тэр үгийн сан юунуудыг тулгаж хараагүй. Тэгэхдээ ялгаатай. Одоо жишээ нь манай юунд манай бурядчлан үлгэр далайд одоо тэр тагтааш өгөө гэх гулвхаа гэж яхаж жишээтэй. Тийм ээ тэр орд үгнүүд байна. Тэгээд яг халхаа ялгуунд хэлдэггүй яг буряд нутгаа ялгууны буряд үгнүүд шиг хэрэглэх юм олон бий. Тэр цаашдаа зүгээр би энэ зосоохийн одоо нэгдүгээр зүйлд байгаа юмны ялгаатай юм байна жишээлээ. Тэгээд тэр манай монголчуудын дунд баг нэг ийм үг байдаг тэр уйлахгаа ушаандрын унш инээхгээ илдэндийн уншиг гэх ийм үг байд юм байна. Тэгээд энэ баг ямар өсөртэй гархан үг юм бэ? Яхад инээхгээ илдэндийн уншаад уйлахгаа ушаандр хааны тууж уншиг гэх үг гараагүй шиг тийм ээ. Гэх мэтийн ийгээд энэ үлгэр далайтай холбоотой нэний тойрхон тэгээд зосоохиодоо үг хэлийг нэг зүйл үлгэрийг одоо зэрэгсүүлээд харааха ялгаатай юм зөндөө байна. Гэх жишээтэй. Тэгээд таны ханахад зарим үгнүүд хэр оновчтой байна. Буулгахад илүү зөв боршуулсан байна. Аль нь одоо юу хэмдэ дутуу боршуулсан байна уу? Тийм юм харагдана уу? Яг тэр нарийн юмыг би одоо анзаарч хараагүй л байна юм. Энэ үлгэр далай тахалхаг гэж үгийн утга тайлбарлах гэхдээ үлгэрээ далай тухай мэдээлэл нүшийн нэлээд соглуулж хараа. Одоо яг зэрэгсүүлээд харахад зүгээр яг буулгахан тэр юу үгнүүшийг харахад өнөхөр гоё л уран сэсэн гоё үгнүүдээр буулгахан байх юм тэр яг буряачлахад. Яг ийгээд бурядаар байхад нь хөөргөн хэлэхдээ би юм гэхээс би биш ханхаарш одоо гоёор буулгахан уран дүрслэлтэй тэр тийм зураглалтай өгнүүдтэй ш баха юмны жишээнүүд харагдж байна. Тэгээд яг ийгээд нягтан яхуур анхаарад үзэха юмнууд баха байна гэх л да. За баярлалаа. Цэрэншмэд багш манай бид зунда аюуттай хамта школа монголоведения гэдэг лагерь монголоведов гэдэг жыл бойы өнгөргөдөг бти. Цэрэншмэд багш манда аялшылдаг. Тэгээд аюуттай элитхэл уншаа хамта цэрэншмэд багш тэр юун тухай дашраптан баташвэн төрөгдөн хувьсаа яа нэ хлые бурят хлые на халха хлые зэрэгсүүлэн тана элитхэл аюуттай яха хашаатаа хамнаа. Тэр. Би ханч. Баярлаа хэнда. Я баярлаа. Дадахи доклад Санжанов Жамгин Шарапович танда угнапти. Ага, презентацию могу показать, да? Да. Цэншмэд багш юу? За би инээнэ гаргах. Гаргахтэй. Аха. За гараагүй. Гараа байсан. Так, все видно, да? Да, видно. Да, видно, да? Я постараюсь очень быстро как бы
рассказать о суть своего доклада, потому что материала достаточно много, но я как бы постараюсь 10 минут 20-30 годы на примере материала «Бурят Монголын Унун». Значит, эту газету я достаточно уже несколько лет тщательно изучаю. Да, газета издавалась на монгольской письменности с 21 года и до 1937 года. Хотя считается, что монгольская письменность существовала, ну, в Бурятии, по крайней мере, она до 31-го, а с 31-го началась латинизация. Но на самом деле, как показывают номера, эти газеты выходили на монгольской письменности, как сказать, параллельно с латиницей. То есть были полосы с латиницей, а были полосы чисто с монгольской письменностью. Поэтому я считаю, ну, можно сказать, что монгольской письменностью пользовались буряты официально до 1937 года. Ну, как бы, потому что с 1931 хотя и перешли на латиницу, но за монгольскую письменность никто не запрещал. То есть она существовала. Хотя, можно, ну, это надо где-то вот уточнить, да, вот, ну, то есть это нужно оговорить, да, что вот все-таки монгольская письменность существовала и действовала, функционировала на территории Бурятии до 1937 года. Ну и так, в целом, да, я скажу, что реформа в 30-е годы в пользу латиницы, да, она приобрела, то есть сначала в пользу латиницы, а потом в пользу кириллицы, она привела к утрате определенной части общественно-политической лексики бурятского языка на монгольской письменности. Ну, мы сейчас, я вам покажу, да, продемонстрирую, какие же термины у нас раньше существовали в бурятском языке, и вот мы в последнее время их как бы возвращаем, да, процесс там возрождения, так скажем, бурятских определенных терминов общественно-политического характера. Но почему это актуально на данный момент? Это связано с тем, что современные общественно-политические реалии, они говорят нам, да, что у нас существует определенный дефицит общественно-политической лексики. То есть и многие термины, и многие понятия общественно-политического характера у нас скажем так, не бурятские, да, а заимствованные там из русского языка, интернационализма и так далее. И поэтому, и когда в начале 90-х стали переводить все подряд термины, это показало, что эти термины не прижились, да, не прижились, и они оказались как бы не востребованы ни бурятами, как сказать, на территории Бурятии там, и бурятских регионов, но не говоря уже о бурятах Монголии, внутренней Монголии. И вот если мы обратимся к источникам, да, в частности к газете «Бурят Монголын Унун», да, мы обнаружим большой список слов, которые бы мы могли бы использовать в современном бурятском языке. Тем более эти слова и понятия, они существуют и используются, их употребляют, так скажем, в языке внутренней Монголии, бурят, которые проживают во внутренней Монголии, да, у шенхенских бурят. Я, значит, определил, да, некоторые группы лексики, общественно-политической лексики, которые условно разделил на политическую лексику, на социальную лексику и на также судебно-правовую лексику, экономическую лексику, производственную. Ну, начнем с политической лексики. Да. Вот политические институты вот относят. Какие же мы там слова встречаем? Встречаем слова улус, туры, засык, да? И вот у нас многие, да, как бы
эти слова как бы понимают неоднозначно, так скажем, да. В то же время, в то время эти слова имели четкое определение, да, свою дефиницию, и они переводились соответствующим образом, и использовались они в конкретном контексте с определенным смыслом. Вот улус, да, слово улус, они, то есть тогда использовались в плане страна-государство, государство как территория, как государственное образование, то есть как государственное образование. Вот здесь на примере Хорнгота улус, да, вот капиталистические страны, ну вот как бы капиталистические страны, но здесь в данном случае в родительном падеже используется. Вот тура, да, интересно слово тура. Вот мы все считаем, что это там свадьба и так далее, и там в бурятских словарях современно, да, тура на первом месте это свадьба. Но на самом деле, да, вот тура, когда используется в бурятском языке 20-30-х годов, оно имело смысл государство как институт власти. Государство как институт власти. Поэтому вот если так считать, да, вот подумать, что тура это как бы здесь очень много различных, сказать, нюансов есть, да, в объяснении этого термина, но здесь мы не будем как бы подробно останавливаться. Перейдем к следующему. Засык. Засык вот именно власть. Переводится как власть. Ну, там власть, допустим, там советская власть. Зублуты засык. Да? Зублуты засык. Вот такие термины, конечно, вот нам более как бы четко дают понятие о общественно-политических терминах того периода. Вот, допустим, политические институты, да, здесь есть, там представлено слово «нам», которое в современном бурятском языке мы считаем, что это монгольское слово, монголизм и так далее. Слово «нигам», да, «албам», государственная служба. То есть вот эти слова, они повсеместно используются. Там нету слова «общество», там нету государственной службы и там что-то такое, да. Там вот эти слова полностью используются вот в этих как бы понятиях. Там партия, общество и государственная служба. Дальше. Политические процессы, да. Вот хобисхал вроде бы в бурятском, то есть в бурятском языке существует, да, там и в словарях это есть. Слово «хонгуля», да, «сонгуль» есть, но нету слова «хеморал», в смысле «кризис», да, то есть там дается как объяснение немножко, ну, как упадок и так далее, да, то есть не дается в смысле «кризис», хотя здесь в этой газете на материале мы видим, что там конкретное значение политический кризис, там и там экономический, и так далее. Там все выражается, употребляется слово «хеморал». Ну и вот слово «шинычлыл», да, «шинычлыл», я читаю на как транслитерация, да, это вот реформа, «шинышлыл». Ну, если следовать нормам орфографии современного бурятского языка, да, это должно выглядеть где-то, наверное, вот примерно так, «шинышлыл», где-то так. Не знаю, насколько это... Можно еще над этим думать. Так, следующее. Государственное административное устройство, да, вот коммунистический строй, коммунистическая партия, коммунистическое государство выражается все словом ипхамту, да, ипхамту. В современном звучании это бы звучало ипхамта, да, вот, этот термин существует. Существует термин также социализм, да, социалистическое общество, это нигам журумту. Нигам журумту. Вот. Естественно, вот этот термин, да, используется до сих пор в лексиконе шенехенских бурят. И следующий термин, да, следующее слово пар албота улус,
следующее слово халбота улас, да, это федерация, федеративное государство. Вот. Вот такие слова мы часто встречали вот в газете. Следующее. Это, так, какие слова еще мы встречали? Это ям, да, в последнее время его стали использовать, да, в бурятском языке, в газете «Бурятуном». Есть слово таможня, галь, гали, да, и есть понятие посол, ильшинсет. Дальше. Вот социальной лексики. Если говорить о социальной лексике, то здесь нам встретились следующие социальные группы населения, такие как рабочие, трудящиеся, да, кудылмыршин, да, в современном бурятском языке. И интересно слово переселенцы, нудышет, да. Нудышет мы знаем, как это кочевники, но здесь в газете я часто встречал переселенцы нудышет. Вот есть два слова, которые не в современном бурятском языке не встречаются, но встречаются в газете. Это слово харьята, гражданин, гражданство, подведомственно чему-то. И слово гражданин, иргын. Иргын. Вот в современном бурятском языке это ирхыта. Ну, здесь можно, конечно, вот поспорить некоторые моменты, которые, да, вот по терминологии. Так, следующее, социальные отношения. Слово тытхымжы, пособие, тытхымж, льгота, хунгулукта, и тоголымшы, помощь. Вот здесь, если посмотреть конкретно в словосочетаниях, в которых они используют, достаточно актуальны для современного бурятского языка, да. То есть можно использовать вот эти слова, мне кажется. И слово ответственность, харюсылга, да, то есть не ответ, а именно ответственность, харюсылга. И отношения. Отношения харилса. Вот эти слова, которые отражают социальные отношения. Судебно-правовая лексика. Судебно-правовая лексика. Здесь, ну, встречаются слова, которые у нас есть в словарях, а есть и слова, которые не всегда встречаются или встречаются не в том значении, которое мы видим в словарях. Например, закон, то есть закон у нас как бы здесь ничего не меняется. Вот на хывре иск, да, иск, судебный иск. И там еще также встречается слово шуха. Вот суд, да, суд. Там еще вместо суд используется слово шуха. И шухы на хывре, то есть судебный иск. Ну и вот слово постановление Токтол, да, Токтол, мы все знаем, да, постановление правительства, но есть судебное постановление, в этом значении Токтол используется. Так, экономическая лексика. Экономическая лексика, она тоже очень интересна. Допустим, разграничивается понятие коммерция и понятие торговля. Найма – это вот чисто коммерция, да, там коммерческий кооператив, коммерческий банк и так далее. И торговые, да, от слова торговля, худалдан. И так, вот эти два слова, они разграничиваются. То есть в современном бурятском языке встречается в газете, что и найма, да, и худалдан, вот как бы они выступают как бы синонимы. Ну, здесь более четко дается дефиниция, более четкая дефиниция. Ну, слово «билгур», да, мы думаем, что это монгольское слово, но буряты, оказывается, в 20-30-е годы магазин называли «билгур». Есть еще слово «себестоимость», встречается «уртык», да, и интересное слово «иде засык», «идум засык», да, вот это означает экономика.
И вот это слово, да, у нас как бы считается, вот в словарях до сих пор дается экономика там и так далее. Вот. И интересное слово имущество, хурунга. Да, вот это этимология, если посмотреть, то это закваска, но в письменной монгольской письменности это имело значение как имущество. Так что имущественные отношения у нас актуальны, поэтому мы могли бы это слово использовать тоже, да, там, я как использую там и зори и так далее, да, это у нас совсем другое немножко значение, зори, но здесь как бы парное слово используется, хотя есть вот это слово хурунга, можно его тоже использовать. Так, тулбыри это оплата, платеж какой-то. Ашик это здесь не выгода, а имеет значение прибыль. Да, ну здесь числительное дается сая, миллион, и процент, хуве. Да, то есть вот такие слова нам встречаются. Ну и производственная лексика, да, производство, промышленность, ульдувре. Да, то есть не завод, не фабрика, да, а именно производство, промышленность, но в смысле тоже используя как понятие завод. Ульдуре. Хозяйство ажахуй, да, ажахуй, хозяйство. Труд худулмыре, да, труд. И тонок, оборудование. Значит, есть такие слова, которые не встречаются в современном бурятском языке. Допустим, слово итхирлыхдыхун, да, это материал, продукция. То есть вот материал, продукция. Допустим, завод выпустил какую-то продукцию, да, или какое-то предприятие выпустило продукцию. Вот используется вот это слово. Вот. Ну, бара это у нас как бы в современном бурятском языке означает товар, вещи. Ну, здесь дается четкая дефиниция, это товар. И вот ид, да, это вот чисто материальные вещи, предметы. Вот. И вот здесь идет термин, да, ну, слово тухи-ид, сырье. Вот, сырье. Вот примерно вот такие, там, конечно, это не ограничивается, я так самые такие характерные слова, которые можно будет использовать в современном бурятском языке, их как бы восстановить, да, и, в общем-то, с учетом того, что часто у нас эти термины, ну, как бы сказать, вот, не используются. Ну и какой можно сделать вывод, да, что эти термины актуально использовать в современном бурятском языке, потому что эти термины, они используются не только в современном монгольском языке, но и во внутренней Монголии, да, то есть это активная лексика, и если мы ее будем использовать, да, то в плане общественно-политической лексики у нас сужается разрыв между лексикой бурята внутренней Монголии, российскими бурятами и бурятами Монголии. Спасибо за внимание. Самим бакшы ехі хэнда, ехі санып қолта әлетхіл. Маны құрылданды айотыч ехі бадына, айотыч ебаға шарнышы бәйні. Тегет тәні талі болғышы қарғақы арғыды ғыд, шыны хырғылдық ұғынудыр. Шыны талі қарғақы ғыды амургу их там ажыл. Ины бурят унне санинды гардык хиргилдик баягы угунуде него толи гарха ханан би тихиде терин ушу хайыр гуру жила ины материал дери ажылхы хиргтеги жаханным. Тиге толи гаргыжы болха. За bize koleji bayxapdi. Endi bu xideni hanın şını oğunud bayını ayotut şeye baha orta şını yumutane
литхил шагната уртушину кунуди хана шабахам байха. Хырыкте утхте литхил. Энте да асоду бэну? Асоду болхова. Волна. Рамим Шапаич. Ванин литхил бэну. Монгол, халқы Монгол хылында има ошорнод харгного вот хожорхын угунут вот мына нышиных уен угын санда орахын. То есть возвращение в активный речь, актуализацию архаичной лексики. Но в современном вот монгольском языке, да, и в лексике бурята, внутренней Монголии, шенехенский бурят, эти слова, они не считаются устаревшими. Нет, я не об этих словах, а вообще тоже там же были процессы, вот антирелигиозная политика шла в Монголии. Как идет вот возрождение пассивной лексики, то же самое буддийской? Ну, буддийской лексики, да, это отдельный вопрос. Конечно, это сейчас лексика, она активно возрождается, поскольку издается большое количество книг на, так скажем, по буддизму, да, и буддийской литературы. А что касается общественно-политической лексики, эти слова, они не ушли в пассивный запас монгольского языка. Они как использовались, так и продолжают использоваться. То есть у них какой процесс? То есть у них не было заимствования, в отличие от бурятского языка. В советский период. Были заимствованы интернационализмы, русизмы. Вот с ними как идет процесс в настоящее время? Сейчас, конечно, сейчас процессы все показывают, что они все свои термины восстанавливают, и свои термины они используют. Ну, конечно, тут здесь идет процесс какой, да? Если касательно советского периода, все там термины, которые там были, русизмы, там интернационализмы, они все, конечно, уже имеют аналог монгольского языка, да, то есть аутентичный, да. А современные процессы, которые, допустим, там какие-то современные термины, которые еще не освоены, да, они вот в монгольский язык попадают в виде заимствованного слова, но потом все равно придумывается какой-то новый термин соответствующий, и он уже на монгольском языке функционирует. Так, спасибо большое. К сожалению, у нас организаторы требуют, что мы соблюдали регламент. У нас осталось буквально 2 доклада. К вашему вниманию хочу предоставить слово Шейбоновой Саяне Викторовне, кандидату филологических наук, доценту Восточно-Сибирского государственного института культуры. Саяна Викторовна. Сэмбэну, меня слышно, да? Да. Видно, слышно. Сэмбэну. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие мои, уважаемые участники столь интересного научного форума. Я очень рада присутствовать. Только что у нас завершилась своя конференция, вот сижу в аудитории, поэтому я очень рада, что смогла присутствовать и быть на очень интересной конференции, посвященной такому уважаемому человеку, мною уважаемому особенно. Поэтому рада предложить вашему вниманию основные положения нашего доклада. Значимость художественного перевода в жизни общества сложно переоценить. В поддержку данного тезиса вспоминается мысль о том, что литературные шедевры известны всему миру благодаря мастерству и таланту прославленных переводчиков, которые смогли передать всю красоту авторского слога, все богатство языка и уникальное содержание. Между тем мы, филологи,
переводчики понимаем всю сложность данного процесса, когда необходимо сохранить авторский стиль, смысл, передавая при этом все нюансы настроения, характера и атмосферу всего произведения, в том числе национальную специфику данного произведения. Как известно, многие выражения, сами слова создаются ассоциативным мышлением с помощью национальных символов, образов. Данное обстоятельство особым образом влияет на процесс литературного творчества. В этой связи необходимо отметить, что художественное произведение представляет собой особую ценность именно в оригинале. Однако нельзя отрицать важное значение художественного перевода. Безусловно, практика перевода художественного произведения имеет свою специфику. Художественный перевод представляет собой уникальный процесс, который позволяет нам освоить мировое пространство, расширить коллективную память и, конечно же, безусловно, сохранить наше духовное, культурное наследие. Именно в данном виде переводоведения особенно важно сохранение содержания, стиля, эстетического потенциала оригинала для того, чтобы адекватно передать всю красоту художественной словесности, переданной талантливыми мастерами слова. Но между тем, как утверждает исследователь Ирина Владимировна Булгутова, на сегодняшний день не переведены произведения, отразившиеся в полной мере национальную картину мира, но не отвечавшие идеологическим приоритетам. Не переведены многие произведения писателей, чье творчество пришлось на конец 80-х, 90-х годов 20 века. Таким образом, образовалась, можно сказать, определенная лакуна, которая не позволяет современному читателю, интересующемуся литературой Бурятии, создать целостное представление о творчестве тех или иных писателей, оценить их вклад в национальную культуру. Несомненно, качество перевода зависит, конечно же, от квалификации переводчика. Прежде всего, он должен в совершенстве владеть языками, специальными знаниями в области страноведения, этнической истории и традиционной культуры переводимой книги. В ходе исследований нам довелось ознакомиться с художественными переводами, известными переводами, да, Казлам Сараева, Цинпил, перевод Ачирова, Жамсут Умунов, «Степь проснулась», перевод Митрофанова, Родова и других. В рассматриваемом художественном произведении в первую очередь нас, конечно же, интересовала адаптация имен собственных, поскольку тема нашего исследования – это имена собственные, именно художественные произведения. И, на наш взгляд, наиболее точным употреблением имен собственных является перевод Ачировых, Рыбко, Бальбурова. И в целом же, несмотря на определенную интернациональность имен собственных и известную непереводимость, употребление практически в оригинальной форме переводных текстах художественных произведений бурятских писателей наблюдается ряд несоответствий. Предположим, обратимся к роману «Степь проснулась». В 4-й подглаве значится имя оригинала Бамбах Ночер. Но в контексте, в переводе на русский язык, почему-то имя меняется. Мы думали, что это едет Будамшу со своим другом. Из приведенного факта видно, что переводчики изменили настоящее имя героя. И возникает вопрос, безусловно, насколько оправдана данная инициатива. Полагаем, что, возможно, рассматриваемое имя изменено в переводном тексте произведения с тем, чтобы заострить степень неприятия людей к Тапхаеву-Дугару, поскольку Будамшу является известным, сказочным, любимым героем бурятского народа. Но как же возможно объяснить другое изменение? В данном романе присутствует героиня Должидма. Играет второстепенную роль, но это не значит, что она не имеет сохранить свое право сохранить свое имя в русском варианте. Приводим контекст. Тет тыры, там же орынго, балем балаха Должидма кукшины, увы банха хризе бутыж шадунгы босагын. И в переводе дается следующее. Она хотела повидаться со своей подругой детства Пагмой. Как видим, в двух одинаковых по содержанию контекстах значатся абсолютно разные имена – Должидма, Пагма. Чем же руководствовались авторы перевода, изменяя личное имя персонажа в данном случае? Примерно подобного рода неточности употребление встречается и в других переводах. Конечно же, они не умаляют достоинств перевода в целом, но тем не менее хотелось бы пожелать переводчикам более внимательной, тщательной работы над языком произведения, так как каждое имя несет свою семантическую наполненность и, конечно же, смысловую нагрузку, выполняет конкретную функцию в тексте. Далее, недопустимо, на наш взгляд, отходить от оригинала при переводе самих названий литературных произведений, потому что мы знаем, что заголовок несет достаточно серьезную семантическую наполненность. В частности, повесть Галанова в оригинале называется «Тайрынзым», «Хозяин тайги» – это наш перевод. В истории же бурятской советской литературы повесть переименована также
уже как на Турушин Сахун, первый снег. И более того, в жанровом отношении определена рассказом. Подобное переименование одного и того же литературного произведения, на наш взгляд, дезориентирует читателя, приводит к запутанности относительно установления факта создания конкретного произведения. Возможно ли догадаться, что под тремя названиями в данном случае скрывается одно и то же произведение писателя? Хотя, конечно же, определенная логика в этих вариациях просматривается. Далее, аналогичная ситуация возникает при знакомстве с текстом перевода рассказа Хасана Сараева «Ловкий Жамса», Яман Жамса. Переводчик Степанов частично изменил заглавие, назвав рассказ «Ловкий Жамса». Хотя, конечно, дословно, буквально и слово «козел Жамса», да, но самое главное здесь, в данном случае, переводчик называет главное действующее лицо просто Жамса, а не Яман Жамса. Тем самым, на наш взгляд, в переводном тексте исчезает особенность имени, та возможная изюминка, которая создавала определенную комичность персонажа. И подобное, не совсем точно переведено в подобный случай прозвище второго героя данного рассказа Сохар Садбо. Степанов переводит таким образом: Садбо, прозванный слепым, выпучил от удивления глаза. В то время, конечно же, Хасан Сараев имел в виду не слепого Садбо, а пестрого, веснущатого, да, Садбо, поскольку Сохар означает пестрый, пятнистый. Возможно, ошибочно автор, переводчик определил значение слова «сохар». Вне сомнения, подобные неточности перевода по итогу влияют прежде всего на стилистическое разнообразие произведения, на содержание художественного текста, на передачу именно национальной особой специфики. Указанные выше факты несоответствия перевода немического образования и анализ их последствий свидетельствуют о существенном значении имен собственных в решении художественно-творческих задач. И кроме того, следует признать, что недочеты подобного характера отрицательно влияют на стилистику литературного произведения и в целом нарушает своеобразие авторского стиля писателя. И в конце своего выступления хотелось бы также отметить не менее существенно, на наш взгляд, момент упущен в переводе романа «Большая родословная». Рассматриваемое произведение завершается наречением детей важным и значимым актом в жизни людей. Данный обряд проводит, согласно оригиналу, самый старший представитель семейства Арья-Маниев. Он называет своих правнуков Эрдемом и Бели. Такая концовка принадлежит оригиналу. Между тем, в переводе эти имена даже не упоминаются в переводе. Дорогой Накса, наши в Балты не зря говорят «пробуй вареное, а слушай бывало». Вы старше всех нас, пожалуйста, дайте мальчикам имена. Обратилась к Арье Булгита Сыренова. Пусть благословит их небо Нагасы, а я не ожидал, что ему выпадет такая честь. Он повернулся к Субаде Аян, словно ожидая, что они скажут. Я согласна, чтобы вы дали имена моим сыновьям. Дорогой дед, улыбнулась ему Аян. То есть, одним словом, мы понимаем, что в переводе очень важный акт в жизни всех людей не указан. Таким образом, процесс номинации, мы говорим о том, что всегда мотивирован, не составляет исключения данной процедуры и при выборе писателем имен собственных действующих лиц литературного произведения. Бурятские писатели придают немалое значение выбору имени персонажа произведения, включению тех или иных географических объектов в сюжетную ткань повествования. И в связи с этим экстралингвистический потенциал анимической лексики в художественном тексте, как видим, кратно возрастает. Совершенно очевидно, существенная роль имен собственных в решении идейных художественных задач литературного произведения, как было сказано уже нами. Вне сомнения, переводчику необходимо отнестись внимательнее к переводу не только содержания текста литературного произведения, но и имен собственных. Благодарю за внимание. У меня все. Спасибо. Мы благодарим Саяну Викторовну Шайбонову. Очень интересный доклад. Пожалуйста, есть вопросы? Вопросы могут написать также в чате. Спасибо большое, Саяна Викторовна. И мы хотели бы следующий доклад предоставить слово Булат Баировичу Шанжонову. Булат Баирович, вы здесь? Булат Баирович, Байнагу? Да, слышно. Долтнугу. Долдана. Ага. Удушин амрумунды кундута оз хорундан хоруда хабадакшат. Мане кундута бакша Сайын Зумбеевич Богдановой ойын байырта зарю уктан хоруда хабадахан зонда
амарванды хургныбде. Усугулдыр будина литературда хабаты, буквально Сибирин литературда хабаты секцияда хабада хамде их аункум байга Якутия мунуш шотунды оз хорумды байхинин шогыршуже монгол ахадунурымны өді бауын гурунхоши аун регионташи хабада хинин икаяшалты та бүгүнне нинтурун амаршалнып кед юнгуш кухамнып дегиде бухуйдо нехин ажону домне сайндбеч балдановты сукамты бушикдым менегеше бухуйдо икинхен хукабалаха худың урунжуе хогосасо ана чыта хотоде гуруне шавотын турук шыбайхы сагаха хойшы сукамты ина ажвар ина ажу сукамты кыкшамде нин турун ина бухуйдо шажне товар бухуй уйухыргудыйын бурят литературада харада абжихивахимде харин сашада бухуйдо сып табелгымны арда амын захиолор болгон байнегеше сайын бейчи бухуйдо биде урун захиолор шие арда амын захиолор шие мыргызутын байханга шейин биде мытныбде и тегат муну турушин оринго илитхил табихан темыге неге бага андо болханны бию бухуйдо терехин темни иху ургунор аваты харада абын кабенегеше но харин муну тамды бухуйдо нехин гаве утхашаныр мане нехин арда аман захиолсо ямур утхашанырте гешибже багынихын байхын тоды ихы жешенуды харохугып но бухуйдо ямур уйухыргудыйын харада абын баневитке деним тымдыгукаимне зукшугыта художественное воплощение культа огня в афористических жанрах бурятского фольклора. Интересно религиозно-культовое представление народа, идеи и мотивы обнаруживаются в афористических жанрах бурятского фольклора. Немало у бурят пословиц и поговорок, свидетельствующих о почитании древними людьми культа огня. Огонь, признанный частицей неба и земли, издавна был предметом почитания и поклонения у бурят и монголов. Он считался и сейчас считается источником жизни и символом чистоты. Буряты старались не бросать в огонь предметы, вызывающие неприятный запах, ослабляющие его силу и блеск. Большим грехом считалось, если кто-нибудь позволял себе плюнуть в огонь или лить на него воду. Вообще считается, что чистота – это неотъемлемое свойство огня, которое он может передавать всему, что его окружает. Люди верили, что соприкасаясь с огнем и благодаря ему можно очищать все скверны, все злые помыслы и отгонять нечистую силу. Поэтому запрещалось бросать в огонь разного рода мусор и отбросы. Нельзя было топить печь нечистыми дровами, не помыв руки. Нельзя было ворошить огонь острыми предметами. Считалось что данными действиями можно поранить или выковать глаза хранителю огня. Ни в коем случае нельзя было сидеть, вытянув ноги к очагу, поправлять угли ногой, наступать на угли и пепел. Люди почитали огонь как хранителя семьи и всякий раз перед едой совершали, ну и ныне совершают также, обряд угощения огня. Наши предки чувствовали именно прямую зависимость не только от благ неба и земли, тепла и солнца, но и признавали необходимость огня и воды, к которым относились как к живым существам, к божественному, способным на разумное отношение к человеку. Поэтому люди старались разными средствами снискать их милость и доброе отношение к себе. Эти воззрения людей способствовали, по-видимому, рождению таких пословиц, как «Галугун хайырта бырхы бгжи бухува, галзо хакту хайырта хусте бгжи бухува». Огню и воде не говори, что ты умелый, и бешеному пьяному не говори, что ты сильный. Или, например, такая пословица, как «Галугун хайыр муете ахаду». Огонь и вода, соперничающие брат и сестра. Вот эта пословица, последняя пословица, основана на легенде, в которой говорится о состязании брата и сестры, то есть огня и воды. Огонь, по мотивам легенды, угрожает воде и пытается сжечь ее,
а вода, не желая уступить огню, затопляет все живое. И только вмешательство человека поставило все на свои места, вода спала, огонь утих. Ну, мы здесь видим, что данная пословица, рассматриваемая в тесной связи с легендой, которая произошла, подчеркивает силу человека, покорителя и победителя природных явлений. По древним представлениям людей, все явления и предметы, окружающие человека действительности, относятся к живым существам, носят божественный характер. Но при всем том, приведенные нами пословицы, они свидетельствуют о том, что человек признает все-таки сверхсилу, заключенную в огне и также в воде. Считает их как явление божественного и священного содержания. Поэтому свои воззрения, свои знания, накопленные в течение многих веков, свой опыт жизни художественно воплощает в таких кратких афористических произведениях для сохранения и передачи последующим поколениям. И примечательно и то, что ритуалы, связанные с такими священными явлениями, как огонь и вода, носят религиозно-божественный, мифический, так сказать, наверное, характер с претензией на неразгаданное таинство, которое содержатся в понятиях огонь и вода. И, на наш взгляд, именно это неразгаданное и таинственное придает божественное и мифическое. А художественное воплощение всего этого основывается на принципе иносказания. Смысл и содержание, заключенные в пословицах и поговорках, никогда не выражаются прямо. Здесь, наверное, глубокая философская мысль воплощается в художественный образ, чаще всего не по формальным признакам, а по подобию схожести содержания. И, в принципе, творческой реализации идеи главным образом используются сравнения, эпитеты, параллелизм и, в основном, метафоры разных форм. Ну и в целом, подытоживая, можно сказать, что афористическая поэзия бурятского устного словесного искусства в достаточной степени отражает содержание и идеи, сущность и формы бытования культа огня и божественных представлений, и тем самым способствует глубокому пониманию законов и закономерностей мироздания. Спасибо за внимание. Да, Булат Баирович, спасибо большое за интересный доклад. Дело в том, что у нас в основном сегодня в секции прозвучали доклады по языковому своеобразию таких фольклорных произведений, да, а вот именно затрагивающих вопросы именно религиозно-культовых таких представлений, художественных, поэтических, было мало, поэтому мы очень рады, Булат Баирович, что вы приняли участие. И на этом мы завершаем нашу секцию. Все заявленные доклады на сегодня прозвучали. Хотим подвести итоги. И Булат Баировичу есть вопросы, уважаемые участники? Вопросов нет. Вопросов нет. Поэтому, дорогие коллеги, мы благодарим всех вас, всех участников нашей секции «Языки и фольклор народов Сибири». Были представлены интересные доклады по языковому своеобразию, да, фольклорных произведений, именно по переводу, по проблемам перевода. Прозвучали
доклады по терминологической лексике, да, и сегодня вот, география участников у нас обширная. Мы благодарим академический институт, институт монголоведения, буддологии и тибетологии за активное участие. Благодарим Восточно-Сибирский академический институт культуры, Иркутский государственный университет, Монгольский университет образования, Монгол символ Бусрлей, Сургулин, Пакшнарей, Хавадалсанда, Бидиха, Байры Юхурганапте, Полтанда, Ушодахин, Хайни Юхурганапте, Ихан Каралте, Утхате, Литхулнудые, Монодр, Эльтхандетне, Хемблет, Шалкабене, Шамьянов Санжан Шарапович, Санжанов Жамин Шарапович, их эдбхите мане конференция да хабада хандатна их байры хурнапте мане их сашда харилсате байге гашхулха байнап танат монголдо байнат ламбатырта мунона хамшак упшыны хызышкинга дурхим бизе тевил биде айотытия бахана айотытия ламбатрин монголин монгол улсын болбсырлын сорголда баха танил солха тимарга практика айотытгардык болты хабада хан хабадык шутта ихайни көргөнүпти хентеда Байырте. Баяртай, баярлаа. Баяртай. Бүхэн ихэнх конференц имхитгэн зондоо ба хайны хүргэе. Ханда. Ханда. Булта. Хандая. Баяртай. Баяртай. Ханда. Баяртай. Вот мандах багша. Дариса багша. Ой. Та тэр түрүүний тэр нөхи халимгаа эрдэмтнээ тэр тод үсгээ юу судалгааны тухай материал танд бий. Намдан дөрөвмэн бий. Тийм. Бийгүү. Намдаг бишээрэгтэй. За. Чи. За. Тэчнэс багш их хайны хүргэнэвдэ харилсаатай бай. Тийм ээ. Бишээж холбоотой бай да. Баяртай. За баярлаа. Баярлаа. За. Баяртай. Баяртай.